Коллеги, начинаем очередной вебинар. То, что мы запланировали, посмотрю, пока активность не очень высокая, пока на чате вместе с нами 38 слушателей. Надеемся, что, как обычно, через минут 5-10, пока начнем основную работу, люди подключатся, подтянутся. Ну, наверное, опять сложности с подключением. Обычно, когда идет наплыв в регистрацию, немножко с обратной связью у нас получаются проблемы. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем тему технологии производства мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, замороженных мясных полуфабрикатов, убой скота и реализации мяса, первичная переработка продуктов убойного скота. Значит, я бы хотел, чтобы было озвучено все-таки понятие первичной переработки и глубокой переработки. Вот у нас очень много вопросов возникает от КФХ, от ПХ на территории все-таки, что такое первичная переработка. Можно ставить изготовление колбас во дворе, можно делать, не можно делать. Есть однозначные ответы, когда, если вы личное подсобное хозяйство и являетесь пайщиком кооператива, то первичная переработка в виде забоя во дворе для себя можно делать, для производства нет. Вот такие тонкие моменты. Если вы делаете полуфабрикаты, колбасные изделия, то в личных подворьях это нормами Санпина запрещено. Ну, там вопросов много. В принципе, я думаю, те, кто занимается мясом, у них должны быть вопросы. Уважаемые коллеги, пишите в чат. Вот у вас с левой стороны чат. Если мы не сможем сразу по ходу ответить ответ на вопросы, потом письменно подготовим, направим ваш адрес. Вот сегодня у нас в гостях Зульфия Асхатовна Галиева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Спасибо за то, что вы приняли приглашение, сегодня будете выступать. Сразу озвучьте, как вам будет удобнее работать, сразу по ходу отвечать на вопросы или отвечать на вопросы после завершения вашего выступления. Ну, чтобы была живая, интересная работа, я предлагаю следить за чатом, нашим администраторам объяснить, как это делать, и сразу по ходу вести диалог. Значит, уважаемые коллеги, вот уже вижу 43 подключившиеся. Значит, у нас это будет вести в записи. Все, если кому нужна будет эта информация потом, мы через наш сайт, возможно, будет это все пересмотреть, еще раз вернуться к нашим вопросам и обсудить. Значит, пока не начали основную тему, пока народ подключается, уважаемые коллеги, у меня есть объявление. У нас с 26 по 28 ноября ВДНХ Экспо проводит ярмарку продуктов «Наш бренд». Оно проходит не в обычном формате, как мы привыкли, как в последние годы мы проводили. Это была одна из популярнейших выставочных площадок для жителей города Уфы, потому что туда выставляли самые лучшие продукты, в том числе и мясные, колбасные изделия. В этом году в связи с вводом ограничительных мер по пандемии формат будет немножко другим. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые кооператоры, если у вас есть желание принять участие на этом мероприятии, там будет ярмарочная площадка, вам будут предоставлены места. Пожалуйста, выходите на связь или нашим специалистам, Альфия Малетовна Горишина, я дал поручение прорабатывать. У нас Хабиева Светлана находится на больничном, который непосредственно отвечает за этот фронт работы. Но, тем не менее, работа не останавливается. Я думаю, все равно посетители будут. Я думаю, все равно, как и в прошлые годы, продажи будут. Обычно народ идет для того, чтобы купить что-то хорошее, что-то необычное, что-то вкусное, что-то полезное. А эта продукция у нас с вами есть. Поэтому приглашаем принять на выставке «Наш бренд» участие. К сожалению, немножко в другом формате. Значит, что касается объявления небольшое, 19 ноября мы проводим неочередной ВКС с участниками школы фермеров. Если среди слушателей сегодня есть участники проекта Россельхозбанка «Школа фермеров»,
Мы вас приглашаем 19 числа на отдельное совещание по поручению вице-премьера правительства министра сельского хозяйства Зарахмановича Адлычева. Там обсудим, поговорим. Значит, что касается сегодняшней темы, то сегодня мы вот про мясные продукты поговорим. Следующее мероприятие 20-го мы проговорим по молочку, тоже будут достойные спикеры. Зульфия Аскатовна, я передаю слово вам, пожалуйста, ваша площадка. И спасибо за то, что приняли наше приглашение. Надеюсь, будет сегодня интересная работа, потому что тема очень важная. Сертификация, все-таки продукция, мясная продукция. Про Меркурий мы поговорим отдельно. То есть пока по технологии. Вот активно начали подключаться. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Позвольте еще раз представиться. Не все, может быть, в самом начале подключились. Меня зовут Зульфия Аскатовна. Я в чате напишу свои данные, вот почту электронную и телефон WhatsApp-овский, с которым можно будет связаться при необходимости. Все-таки, как выше было сказано, тема очень большая, вопросов много, обращаются. Я являюсь доцентом кафедры технологий мясных молочных продуктов и химии в Аграрном университете. Кафедра – это выпускающая. Мы готовим технологов, инженеров по молочной отрасли и по мясной отрасли. Как я поняла, аудитория, которая сейчас работает с нами в данном формате, это КФХ, СПОКи, фермерские хозяйства, да? И ЛПХ, наверное, тоже присутствует. Почему говорю, тема очень большая, вопросов много. Все-таки, когда люди начинают, вот мы выезжаем, консультируем, бывает у себя, у нас тоже в Аграрном университете есть это учебный мясной цех, тоже проводим курсы повышения квалификации, переподготовки, как по молочным, так и по мясным направлениям. Вопросов очень много возникает, когда уже начинают, скажем так, делать руками что-то, да, потому что одно дело съездили, посмотрели, увидели на какой-то площадке, на экскурсии, а уже по факту, по мере работы дальше возникает много тонких нюансов. Я все-таки хотела бы сперва первую часть лекции, мы с вами сегодня почти 3 часа на этой платформе будем работать, да, первую часть посвятить убойному производству, цеху убоя, разделки туш. Потому что сейчас очень много предприятий, которые берут субсидии, гранты, стартапы, да, и начинают с убоя. Многие реализуют мясо именно вот в виде полуфабрикатов. Вообще после разделки, разрубки туш на ярмарках и на других площадках, да. Поэтому начнем с этого, а потом перейдем, конечно, к переработке. Понятное дело, что в таком вот виртуальном формате, просматривая презентации, слушая лекцию, мясником, скажем так, не станешь. Но все же определенные познания, я думаю, возникнут. Ну, по поводу, значит, вопросов было сказано, что можно писать в чат. Я думаю, если вы можете, наверное, писать, конечно, и сразу, раз у вас возникли вопросы. Но если я буду все время отвлекаться и каждые 5 минут, допустим, отвечать на эти вопросы, мы просто основную мысль с вами потеряем. Для образности, чтобы вы представляли, что мы сейчас узнаем, не узнаем, скажу вам, технологи у нас учатся 4 года. В техникуме, который готовит технологов мяса, да, тоже учатся 4 года. Понятное дело, что мы с вами за эти несколько часов больших, обширных знаний и глубоких, так как, может, вам хотелось бы, не возымеете, да, но все же каждый для себя какой-то новый что-то узнает, открывает, общаемся, встречаемся, мы открытые, мы работаем, обучаем, поэтому в любом случае это очень полезная площадка. Сперва хотелось бы немного, буквально в 5 минутах, рассказать вообще о состоянии мясной отрасли, как у нас в России, так и в мире вообще. Все-таки мясо – это прежде всего белковый продукт, да? Сами по себе люди мы всеядные. Как бы там ни увлекались люди такими вот модными веяниями, как там вегетарианство, какие-то другие диеты и так далее, да, практика показывает, что это все временно.
Тем более мы с вами живем в Башкирии, у нас климатические условия таковы, что мы с вами долго вегетарианцами быть не можем. Из-за чего эта отрасль достаточно активна, она самая обширная, самая, скажем так, богатая в силу дорогой себестоимости продукции. Да? Мы с вами всегда употребляем и будем употреблять мясо, мясные продукты. Прежде всего потому, что это источник полноценных белков, аминокислот, витаминов, минералов и так далее. Да? С переменным успехом, конечно, отрасль развивается. Сейчас все-таки у нас момент подъема. По отраслям, если разделить по птицеводству, там, скажем, свиноводству, скотоводству, разница, конечно, большая. Понятное дело, что рентабельность производства мяса птиц и его переработки выше. И закрытый цикл на птичниках организовать гораздо легче, чем, скажем, на скотоводстве. Рентабельность пониже, количество лет окупаемости большое, но, тем не менее, говядина тоже на рынке представлена, мы с вами ее употребляем, перерабатываем и так далее. Да? То же самое со свиноводством. Там, конечно, попроще. Промышленное свиноводство хорошо развито, как у нас, так и в мире вообще. Вот. Параллельно у нас, это вот я говорю о промышленных масштабах, да, параллельно промышленному производству мяса всегда развивается индивидуальное предпринимательство на примере различных фермерских хозяйств, споков и так далее. Все-таки качество мяса, которое выращивалось в условиях, скажем, фермерских хозяйств, кооперативов, от мяса промышленного производства отличается. Например, условия содержания, кормления, мацион животных, птицы, да, это все в итоге, в конечном итоге накладывает отпечаток на технологические свойства конечной продукции, на само качество. Вот. Значит, теперь приступим конкретно к убойному цеху. Я презентацию подключу. Образно, конечно. Прежде всего, хотелось бы сказать немного про классификацию убойных предприятий и вообще про само выражение, когда люди произносят не убой скота, а забой скота. Корень слова забой, забивать, да? Мы с вами не забиваем скот. Мы производим убой скота с оглушением, с обескравливанием, так, как полагается по технологии, да? И поэтому правильно будет, если вы будете говорить убойный цех. А про слово забойный цех надо забыть. Говорим технологически правильно. Все-таки люди образованные, взрослые, грамотные. Убой скота. Запомнили, да? Значит, сами по себе убойные цеха, убойные пункты, убойные предприятия различаются по классификации. Если в советское время у нас в основном строились мясокомбинаты, а предприятие имеет статус комбината только в том случае, если там соблюдается весь цикл комплексной переработки, безотходные технологии называется. Это не только касательно мясокомбинатов. Вы обратите на название, внимание на само звучание. Например, мясокомбинат, говорят, да, молочный комбинат, пищевой комбинат и так далее. Если вот в названии предприятия присутствует слово комбинат, это говорит о том, что он комбинирован, он все перерабатывает. Он свое вторичное сырье тоже перерабатывает, тоже имеет с него какую-то прибыль, да? Сами все комбинаты могут быть и не очень-то и крупными, скажем так, да? Но они могут быть крутыми по циклу переработки. Потом, значит, могут быть цеха. Вот вы можете открыть очень большой цех, например, полуфабрикатов. Он может быть гораздо больше, чем этот комбинат. Но если комбинат, он, например, мясокомбинат, да,
он производит убой. С этого убойного цеха вся продукция попадает дальше в другие цеха, например, в колбасное производство, в цех полуфабрикатов, консервное производство, тушенка делает и так далее, да. Отходы с этих цехов, не пищевые отходы, ветеринарные конфискаты, да, кости и так далее, все, что невозможно использовать на пищевые цели, это перерабатывается в тех технических фабрикатах. Например, получает мясо, костную муку и так далее, другую побочную продукцию. Даже такой продукт в убойном цехе, как обескравливание, кто-то может канализацию сливает, да, такое добро, как кровь, которую мы можем использовать на пищевые цели или на технические цели. При производстве мяса костной муки, например, по рецептуре добавляется кровь, которую мы получили при обескравливании. Вот. То есть вот мясокомбинат перерабатывает всю свою продукцию. А вот если у вас, допустим, цех полуфабрикатов, вы ломаете голову над тем, откуда каждую смену вы должны обеспечить себя мясом. Вы откуда-то его из них покупаете, да? Это мясо сырье. И также у вас в конце смены каждый день будет накапливаться определенное количество побочной продукции, вторичного сырья. Кости, жилки, еще какие-то там технические продукты какие-то, да, и так далее. То есть вы должны думать о том, куда это утилизировать. Все время на свалку таскать вы это не сможете. Нужно, согласно законодательству, думать об утилизации этих отходов. Каждый выходит из ситуации по-разному. Вот. Поэтому об этом тоже. Так, то же самое в колбасном производстве. То есть в любом производстве пищевом, да, у нас имеются какие-то побочные продукты. Значит, вернемся сейчас к классификации убойных предприятий. Первое, я вам сказала, это мясокомбинаты, да? Первое, это мясокомбинаты. У них производится полный цикл. Сейчас навряд ли нас с вами интересует мясокомбинаты. Мы с вами строить, проектировать столь крутые предприятия, пока не готовы наверняка, да? Если кто-то готов, вернемся к этому. Следующая группа предприятий – это бойни и убойные пункты. Сейчас даже, знаете, производители оборудования предлагают даже абсолютно готовые. Они достаточно доступны по ценовой категории. Они бывают мобильные, бывают стационарные. Бывает, что даже, просто, знаете, по районам ездят, да? Это как фура огромная от Кока-Колы, вот, типа там автомобильная такая фура. Вешают объявления. У нас в Башкирии это не сильно еще пока активно внедрено. А так вот по России, по миру, если поинтересоваться, в общей картине это практикуется уже. Потому что если у вас, скажем, не настолько сильно большое поголовье, вам самому содержать этот убойный пункт, этот убойный цех не всегда рентабельно. Иногда выгодно воспользоваться услугами других компаньонов. Приезжает, заранее дается объявление, что в пункте А с такое по такое число будет стоять вот эта мобильная машина с таким-то вот пунктом и производит определенную операцию. Например, убой крупного рогатого скота, убой свиней. Вы оплачиваете только услуги. Всю продукцию, все, что там они произвели, убой и разделку тоже, да, вы все увозите. Они едут дальше, потому что у них нет возможности это хранить, при продаже этого они не занимаются. Там у них ветврач в штате и человек-сотрудник, технолог и человек, который производит полностью выразительную тушу. И вы все это увозите. Дальше реализуете. Это ваше уже дело, на какие цели вы используете эту продукцию. Бывают, это вот я про мобильные пункты сказала, да? Бывают стационарные. Вы сами все-таки созрели, пришли к выводу, что вы ставите у себя на своей территории этот убойный пункт. Этот убойный пункт. И сами производите убой собственного скота. Можете оказывать услуги. Сейчас понятно, известно всем, да, что на реализацию горизонтального убоя в своем личном ЛПХ вы не имеете права
проводить убой скота и так далее. Тем более нет. Это прежде всего из ветеринарно-санитарных соображений. Законодательством сейчас такое не допускается. Что значит, мы имеем в виду, когда говорим убой, убойные пункты? Здесь производятся, это обычно небольшие цеха, проводится убой, разделка туш. Здесь нет возможности хранить. Потому что следующая категория таких же убойных пунктов называется холодобойни. У них разница между ними в наличии холодильных площадей. Знаете, это очень и очень достаточно дорогостоящее удовольствие иметь холодильные и морозильные помещения. И их постройка обходится достаточно недешево, и их содержание тоже. Поэтому многие начинают с права свободных пунктов, а потом, скажем так, растут, имеют холодильное помещение, а кто-то дальше и морозильное помещение. Кто-то пользуется этим помещением в аренду. Такое тоже практикуется. Вот. Понятное дело, да, что если у вас есть помещение для холодильного хранения мяса и продуктов убоя, то вы можете это производить убой уже впрок, с запасом. Если у вас нету этих холодильных помещений, только убойный пункт, просто бойня, то вы производите убой ровно такого количества мяса, которое у вас заказано. Допустим, у вас убойный пункт, у вас свой цех полуфабрикатов, у вас определенная мощность, вам необходимо столько-то килограмм мяса, и вы сегодня произвели убой только 3 голов крыс и 7 голов свиней, да? А если у вас есть холодобойня, то вы можете произвести, раз запустили сегодня цех, вы работаете всю смену с запасом. Мясо у нас подлежит при определенных условиях, при соблюдении технологии, хранению. И если правильно произвести охлаждение мяса, правильно произвести замораживание, а потом дефростацию. Дефростация – это размораживание, которое производится в специальных камерах. То мясо один раз, это же живая мышечная ткань, да? Оно восстанавливает свои технологические свойства. Оно сохраняет максимальный мясной сок, свои вкусовые качества, свои свойства для выработки продуктов, как колбаса, так и полуфабрикаты, да? Один раз вы можете их охладить, заморозить, разморозить. Соблюдение условий определенных. Вот. Это значит вот по категориям, да? Убойные пункты, хладобойни, мясокомбинаты. Вот эту вот тонкость надо иметь в виду. Значит, вот я вам говорила, по цене доступно сейчас продают и модульные, каркасные, быстро возводимые убойные пункты. Их очень много. Мы и не ставим цель, мы как учебное заведение, мы говорим обо всех. Мы и не имеем права, и не преследуем цель рекламировать какого-то определенного производителя, как мясной продукции, так и оборудование для производства этой продукции. Поэтому мы работаем со всеми, у нас есть много контактов, мы на своих курсах бывает, что знакомим, бывает, что приходят. Помимо производителей оборудования, нам мясникам всегда нужны те, которые производят вспомогательное сырье, добавки, оболочки. Это тоже определенный процент себестоимости нашей, да, продукции конечной. Не всегда дешевая такая вспомогательная составляющая у нас получается. Поэтому мы со всеми работаем, со всеми контактируем, знакомим, общаемся. А так конкретно вот говорит вот фирма А, у них вот это хорошая, фирма Б, у них вот это вот хорошее, а вот фирма С, у них вот это плохое. Мы так не говорим, у всех что-то хорошее есть, идеальных нет, да. Поэтому вот по поводу, значит, поставщиков модульных этих цехов, значит, скажу, если у вас есть цели, кто-то вот собирается, может приобретать такие помещения, необходимо учитывать такие нюансы,
когда вот они только первые пошли, они, знаете, вообще же недорого стоили, они где-то в районе 1,5 миллиона стоили эти цеха. Они их привезут, вам поставят, все красиво, чисто, да. Они по площади небольшие, там работает максимум 3 человека, имеется в виду один врач или рабочий, да. Бывает, что 2 вообще человека только, они компактненькие. Сейчас они, конечно, подорожали, вот таких цен уже нету. Значит, вот практика показывает, мы же общаемся вот с теми, кто вот такие цеха устанавливал. Какие всплыли неудобства, минусы какие всплыли. Плюсы тоже всплыли очень сильные, то, что вот доступно по цене, быстро поставили и так далее, да. Минус один, значит, такой вот энергозатраты. Вы же все-таки работаете, это бизнес, да, кто не занимается благотворительностью, все хотят на плюсе работать, это необходимо нам. Значит, эти цеха необходимо содержать. Любой, вы и построите сами капитальные на фундаменте, и такой, допустим, купите, да, необходимо учитывать такой момент, что эти цеха необходимо содержать. Зимой там должно быть тепло, определенной температуры, да, летом там должно быть холодно. Теплопроводные показатели стены вот этих помещений необходимо учитывать. И у поставщиков, у строителей не стесняться спрашивать. Сейчас и интернет в помощь, есть определенные каналы, где можно это все узнать, да. То есть у вас могут, знаете, очень большие энергозатраты быть летом на охлаждение этих помещений. В идеале в этих помещениях должно быть даже холоднее, чем в наших бытовых холодильниках. У нас в бытовых холодильниках домашних, да, температура держится в районе плюс 12. А у нас есть цеха, где в идеале необходимо поддерживать температуру плюс 4, плюс 7 градусов. В идеале вообще плюс 4. Потому что у нас мясо является очень скоропортящимся продуктом, очень благоприятной средой для развития множества микроорганизмов, в том числе как условно-патогенов, патогенов и так далее. И любых насекомые могут залетать и так далее, да, обсеменять сами сотрудники, вы лично и так далее. Поэтому вот эти энергозатраты на охлаждение помещения тоже необходимо учитывать. То же самое в зимний период. У нас долгая зима, да, полгода минимум вам придется отапливать это помещение. Одним простым радиатором вы не ограничитесь. Необходимо учитывать, чтобы там была плюсовая температура. Если на улице минус 40 градусов, да, неделю уже держится, необходимо учитывать, сколько вы потратите электроэнергии, тепловой энергии, да, на отапливание данного помещения. Поэтому вложения на начальном этапе могут быть достаточно ощутимыми. А без соблюдения данных условий вы летом скиснете мясо, испортите, да, зимой заморозите. Такие моменты, они потом боком выходят. Потом голову приходится ломать. На начальном этапе проектирования, когда бизнес-план составляете, такие ошибочки корректировать гораздо легче, они обходятся дешевле, чем потом уже вы цех там свой будете утеплять и так далее, внедрять какие-то новые эти проекты, что-то, да. Это уже реконструкция называется цеха вашего, это уже требует дополнительных финансовых вливаний. Согласовывать нужно, это уже перепроектировка, да, и так далее. Поэтому в этот момент, пожалуйста, учитывайте. Значит, второй момент, который я про самих животных вам говорить не буду, необходимости такой нету, тем более вы в сельском хозяйстве все крутитесь, да? Вот. Значит, начнем сразу с того, что как производится приемка скота. Многие из вас сдают скот. Многие предприниматели сдают скот куда-то на сторону. Вдруг вы сами будете принимать скот, да? Нужно иметь в виду, что существуют две системы сдачи скота. Они существуют с давних времен. Как говорится, прошло много лет, а возы ныне там. Если в советское время еще как-то, скажем, там на предприятиях существовала определенная система списания и так далее, как-то баланс сводили, да, сейчас такого нету. Сейчас все учитывают свои рубли, скажем так, да. Все
ведут учет продукции, есть определенный процент отходов и так далее. И поэтому нужно знать, как мы принимаем скот. Или вы примете. Первая система называется сдача скота по живой массе. Вот вы привезли скот, или вам привезли скот, да, по живой массе. Справа, понятное дело, вот я вам показала сейчас вот даже на презентации, скот рассортировывают, да, по однотипным группам, по полу, по живой массе, по комплектации, упитанности и так далее, да. Соответственно, вы скот принимаете по ветеринарным документам, что он допущен вообще на убой. Если есть определенные какие-то подозрения, скот помещается в изолятор, на карантин, чтобы уже принимающая сторона со своим ветврачом тоже произвела осмотр, при необходимости анализы взяли и так далее. Да? То есть пока не будет разрешения с ветеринарных служб, мы не можем с вами производить убой скота. Поэтому он ждет своего часа. И вот в данный момент, особенно при приемке скота по живой массе, очень важную роль играет такое явление, как предубойная выдержка скота. Все знают, да, что перед убоем, это уже заблаговременно известно, а не так, что случился час икс, и через 5 минут вдруг идем скот на убой, да, такое не бывает. Скот необходимо, скоту, животному необходимо дать предубойную выдержку. Во-первых, это и освобождение желудочно-кишечного тракта, да, это и удобство вам при разделке уже в самом убойном цехе. Да и зачем нам это лишний перекорм? Корм тоже денег стоит. Но когда везут животных, куда-то сдают по живой массе, понятное дело, что какая-то выгода ощущается, да, что если вы перекормите, а рубец у крупного рогатого скота может вмещать в себя до 60 килограммов объема, да, сперва все в рубец животное помещает, а потом отрыгивает, начинает приваривать, это целая это, да, система. То есть это вес животного. Оно у вас было 450, вы очень хорошо подкормили. Некоторые заранее спаивают подсоленной водой. Животное очень много пьет жидкости. И эти 450 килограмм превращаются аж в 500-510. А по живой массе принимаем, у нас выход мяса 47% в среднем, да, по крупному рогатому скоту. То есть мне трудно посчитать, сколько должен выручить сдатчик скота, да. По этой схеме подразумевается, что расчет за привезенный скот произведется сразу. Они привезли, вы понимаете, оценивается категория упитанности скота, считаются проценты скидок, например, вдруг определили, что данная корова стельная, да? За стельность делается определенный процент скидки. Зульфия Асхатовна, я прошу прощения, у нас презентация зависла, так должно быть, да? Пока да, пока да. Если можно у этих свиней убрать, потому что у нас кооперативы с свиньями не работают. Вот это лучше будет. Хорошо. Для оглушения еще лучше. Спасибо. Хорошо. По живой массе производится скидка, значит, за стильность. Если у вас животное очень грязное, скидка за навал. Это тоже надо иметь в виду. Грязь, которая вот на животных имеет массу, раз система по живой массе, да? Вот. За содержимое желудочно-кишечного тракта тоже определенные проценты скидки. И вот так минусуется, остается определенный процент, за который производится расчет, да? Конечно, вот эта система приводит к спорным ситуациям. Вы, наверное, уже сами предвидите, что сталкивались с этим, может, даже некоторые, да? Куча спорных ситуаций возникает. Немало. Ругаются, оспаривают, каждый свой процент хочет это побольше, да, заиметь и так далее. Вот. Вторая система
Ну, работают. Я хочу сказать, что как бы спорно не была, но эта система жива, по ней работают до сих пор, к удивлению. Видимо, людей устраивают, она имеет право на жизнь, ну, по ней работают. Ничего страшного. Если вы тоже выберете такой способ, ничего страшного, как говорится, да. Второй, значит, способ – прием скота по качеству и количеству мяса, полученного после убоя. По данной схеме вы получите денежки свои, да, уже после того, как скот ваш будет переработан. То есть здесь никаких таких спорных ситуаций не возникает. Вы можете ожидать. Вот на крупных предприятиях есть даже зоны ожидания. Привезли, допустим, фермер привез 10 голов КРС, крупного рогатого скота, да, и это он ждет. Может уехать, могут ему позвонить, потом перевести деньги. Многие по старинке еще думают, что вот украли у меня там какой-то недовес, может быть, да, поэтому в цех пускают, одевают спецодежду, да, бывает, что поставщик скота присутствует, людям самим очень интересно, особенно на крупных предприятиях это производится очень быстро, на конвейерной линии, каких-то 30-40 минут, и туша уже полностью обработана, висит в холодильник, да, вот я как раз поставила картинки в холодильное помещение, вот. То есть и проводится расчет, потому что, знаете, очень много ситуаций возникает, да, приезжают и говорят, ну они же обманывают. Вот я привез 600 килограмм был бык, да, они со мной рассчитали за 300 чем-то килограмм. Ну, понятно, я вам говорю, выход мяса 47%. Это у комбинированных пород. У чистопородных, у мясных пород там выход может доходить до 62%. Но это у мясных, чистопородных. А так в среднем 47%. Вот. Поэтому там ждут, там получается. Вот сразу определяется категория упитанности, да, сразу прейскурант цен, сколько процентов вы получили мяса, сразу видно, да, и производится расчет. Потому что, согласитесь, где другие проценты, да, шкура определенный вес, да, субпродукты и так далее, да. Как говорится, за голову, спасибо большое, за голову и за шкуру, допустим, у вас приняли килограмм мяса, или вы принимаете, да, скажем, данной категории 195 рублей, да, это те, которые 47%, которые я вам говорила. Например, субпродукты, голова, да, или хвосты. Согласитесь, никто с вами, ни вы, ни они с вами по такой цене за субпродукты рассчитываться не будут. Есть, конечно, исключения, мы когда до субпродуктов дойдем, поговорим об этом. А так вот, та цена была указана, скажем, прописывается за мясо первой категории, цена сколько-то, за мясо такой категории цена столько-то, за субпродукты такой-то категории цена столько-то и так далее, да. Бывает, что, вот, скажем, кишечные, это комплект от кишок, да, за комплект от кишок же по 200 рублей килограмм никто рассчитываться не будет, тем более содержимое только сколько килограмм, да. Вот. Поэтому многие предприятия, говорю уже, это разрешают присутствовать, идут, это, движутся по конвейерной линии, бывает, что параллельно, потихонечку, аккуратненько уж, это, со своей тушей, очень интересно, очень многие довольны остаются, меняют свое мнение по поводу промышленной переработки. Вот. Сейчас, значит, вернемся к убою, да. После того, как вы сформировали группы, начинаете, загоняете скот в убойный цех, он у вас здоровый, допущенный ветеринарными органами надзорными к убою, да, тогда вы приступаете к операции.
Первая операция уже в самом цехе – это оглушение. Согласно технологии, мы весь скот и птицу убой производим с оглушением. Конечно, может быть, среди присутствующих вот есть те, которые занимаются это халяльной продукцией, кто вот интересуется халяльной убоем, там оглушения нету. Там другое оборудование, там где обескравливание у них. По данному стандарту оглушение не предусмотрено. Ну а мы с вами движемся по классической технологии. Определенный шаг направо, шаг налево могут быть. А так, если вы будете знать костяк, основной скелет, как говорится, да, технологической схемы, уже согласно своим конкретно вашим вот производственным условиям, уже можете сориентироваться. Оборудование для оглушения может быть великое множество. Я просто как для образца. Вы можете сами в учебниках посмотреть, сами в интернете, как говорится, да, поинтересоваться. Их очень много. Прежде всего, хотелось бы отметить способы оглушения. Их 3 способа. Для чего вообще производится оглушение? Независимо каким способом, да? Оглушение – это воздействие на организм животного, в результате которого оно теряет возможность двигаться. Оглушение – это не убийство, это просто временное обездвиживание животного. По истечении определенных промежутков времени животное полностью придет в себя, встанет на ноги и будет представлять определенную опасность, да, для рабочих, которые производят операцию на данном участке. И потом, неоглушенное животное, мало того, что представляет определенную опасность, да, испытывает стресс. Испытывает стресс, ненужные гормоны присутствуют в мышечных волокнах. Мышечная ткань становится уже более грубой, жестко, долго будет созревать и не будет иметь тех свойств, которые вам хотелось бы. И вот неоглушенное животное, если сразу, оно уже видит, они, знаете, в цехе шумно, да? Другая обстановка. Тем более, если вы еще животных и еще и транспортировали издалека. Ладно, вот скажем, у вас там хозяйство было близко, да, и транспортировка производилась, вон, перегнали, и все, да, вот они у вас карток ждали, успокоились, и потихонечку по коридору попадают в цель, да, еще не сильный стресс испытали. А представляете, а может быть, вот они ехали издалека, да, из другого района, 4 часа в этих грузовых автомобилях, да, сама транспортировка, уже огромный стресс. Тут еще в неизвестных этих помещениях они побыли, другие животные и так далее, смена обстановки и так далее. Это серьезный стресс для животных. И понятное дело, что они могут еще и травмировать друг друга. Бывает, что дают успокоительные, антидепрессанты. Каждый выходит из ситуации по-разному. Особенно те, которые работают с крупными животными, крупногабаритными. Получается, это оглушение, оно как бы нам в помощь в данном случае. Оглушение можно производить 3 способами, я сказала, да. Механически. Вот, знаете, надо такую сноровку иметь, чтобы производить механическим способом, да. Это, во-первых, и для вас опасно такие маневры совершать, да. Если вы не знаток в этом деле, то лучше не связываться, наверное, с данным способом. Да, очень редко используется, очень редко. Самым распространенным способом оглушения является использование электрического тока. Разумеется, параметры регламентируются. Напряжение тока, продолжительность, да, сила тока, продолжительность воздействия тока на животное. Очень это ключевой критерий. Потому что важно не убить животное. Мы с вами должны производить обескравливание у живого животного.
сердце животного продолжает биться. По истечении определенного времени, если вы не успели произвести обескровление, животное станет на ноги и будет дальше стоять. Пока придется заново делать оглушение. Поэтому нужно соблюдать вот этот временной интервал, произвести правильное оглушение и успеть за этот период произвести обескровление. И главное, животное упало. Вот у нас я 2 вида бокса поставила, их очень много разновидностей. Животное выпало на землю, да, на пол вашего помещения, и вы должны его поднять на путь обескровливания, на конвейерную линию. Переработка, убой скота и разделка у нас полностью производится на конвейерной линии. Во-первых, это очень удобно, чисто, да, из санитарно-гигиенических соображений. И безопасность работающих тоже. Вот. И третий способ, я просто назову его, это в газовой камере. Когда животное погружается в сон, достаточно дорогой способ. В животноводстве при убое животных редко используется, но используется, практикуется. В птицеводстве частенько используется. То есть нужны, понимаете, да, отдельные помещения, герметичные. Нужна камера, это именно газовая камера. Животные уснули, вы их повесили на путь конвейерный, да, и быстро производите свои необходимые операции. Ну, достаточно это дорогостоящее. Самый такой вот доступный из всех способов – это электрооглушение. Они могут быть конвейерного типа, когда животные бегут по конвейеру, соприкасаются с органами машин, где выдается электрический ток, и теряют сознание, да? Там уже рабочий подхватывает, вешает на путь обескровливания. Бывает стеком, заходят вот в этот бокс, вот, например, вот я вот верхний показала, вот здесь закрываются, сбоку это попадает, животное попадает, соприкасаются, скажем, в черепной коробке стеком, определенное количество секунд выдерживают, зависит от весовой категории животного, да, от пола, то ли дело телята там, скажем, подали, да, а потом, скажем, быки, разумеется, все это варьируется, интервал, параметры. Дверца открывается, животное вываливается, и вы его поднимаете на путь обескровливания. Очень удобно, очень достаточно безопасно, скажем так, да. Обучать персонал. У нас же, знаете, когда мы выбираем технологию, да, их очень много. Выбираем тот способ и те технологии, которые доступны. Бывает, что, знаете, настолько вот крутые рекламируют технологии, способы, да, но нужен, например, специально обученный персонал. В районах это вообще целая головоломка. Где найти надежных сотрудников? С этим тоже приходится сталкиваться. Очень много. Обученный должен быть. Бывает, что для работы на определенном оборудовании надо, чтобы сотрудники имели разрешение, и животных проходили переаттестацию и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим о тех способах, которые доступны. Немного тут вот отступлюсь от темы. Вы же можете, сегодня, скажем, у вас убойный пункт, у некоторых, у которых вот маленькие помещения, да, один человек производит несколько операций. Вот он же произвел оглушение, да, он же, вот, например, у вас мощность всего лишь 10 голов, да, пока у вас такая маленькая мощность, один и тот же человек у вас перемещается по операциям. Вот он произвел оглушение, поднял на путь обескравливания, сам же дальше следующую операцию может произвести и так далее. То есть 2 человека в этом цехе крутятся, вертятся как могут. А представляете, а вдруг вы настолько успешно все это реализуетесь, да? У вас цех растет, вы там реконструкцию сделали, и у вас уже 150 голов в смену, да, убойный цех перерабатывает. Тогда у вас и сотрудников будет много. И вот на этой операции, на оглушение, на обескравливание, у вас все время стоит один человек.
каждый день 8 часов, каждый день 8 часов и так далее, да, годами, можно подумать, что он всю жизнь так будет стоять. Нет, в итоге необходимо учитывать, практика показывает, необходимо учитывать такой момент, что на некоторых операциях сотрудникам надо менять. Не должен один и тот же человек всегда стоять на оглушении и на обескровливании. Ваши сотрудники должны быть универсальными, вы их должны менять. Потому что, хоть и говорим это уже, он до автоматизации этим стеком оглушает, да, тот производит оглушение, но, знаете, вечно это продолжаться не может. Все-таки на определенных операциях нужно производить смену, чтобы у них обстановка у рабочих тоже менялась. Еще у нас будет операция, где надо будет менять, я вам тоже скажу. То есть они все время не должны на этом участке быть. Вот. После того, как произвели оглушение, животное попадает в обездвиженном состоянии сотруднику на ПВД и поднимаем на путь обескровливания. Пишется это слово обескровливание. Я вот сейчас даже напишу, потому что ездим по хозяйствам, по районам, да, по цехам, кто как выражает эту операцию. Я сейчас вот вам напишу. Через «С» слитно. А то кто забойный, вот я вам говорил до этого, да, мы не забиваем животное ничем, что палками, что ли, его бьют, в конце концов. Люди неправильно, вот все-таки надо это правильно говорить, нам правильно говорить. Обескравливание производим. Обескравливание. Сюда. Производим обескровливание. То есть животного вытекает кровь. Мы не говорим там, забой произвели в убойном цехе, мы производим убой и разделку туш. Поэтому, если это только убойный пункт, то произвели убой, разделку туш и все. А если у вас еще бывает к этому убойному пункту примыкают и другие небольшие производства, мы перед это пробежимся быстренько, то тогда это у вас уже полноценный убойный цех с переработкой. Вот. Значит, обескравливание, да? Кровь, значит, да? Которую мы получаем при обескравливании. Необходимо иметь, знаете, это можете отметить у себя как-то, да? Выход крови от КРС может достигать 4-5% от общей массы животного. В среднем 4,5%. Вы так можете прикинуть, если у вас этот бык весил 600-700 килограмм, да, или эта корова в среднем 450-500 килограмм, то помножили на 4,5%, вы примерно выход видите. Вот. Почему такой большой процент, за счет чего мы достигаем? Потому что животное было живое, да? Сердце билось, органы работают, кровь прокачивается, артерии открыты, животное висит, все очень быстро вытекает. Вот. Значит, что мы делаем с этой кровью? Одно дело, что у вас сегодня был произведен убой 3 голов свиней, там, может быть, или 2 голов КРС, да, и вы можете вылить в канализацию. Но это не выход, конечно. Во-первых, это очень ценное сырье. Усвояемость крови доходит до 99,9%. Это же кровь млекопитающих. Многие собирают кровь на технические нужды. Кровь можно высушить, получается технический альбумин. Можно поставить оборудование для сушки крови. Необходимо, конечно, иметь такой момент, ввиду кровь очень быстро сворачивается, и биологическую свою активность тоже теряет достаточно быстро. Но если мы на технические нужды собираем, то эти аргументы немного чуть-чуть отступают, и можно смело сушить. Вот такой момент имейте в виду. Спрос есть. Продажи технического альбумина хороши. Такой момент имейте в виду.
Ну, это дополнительное оборудование, да? То есть рядом к убойному цеху вы можете поставить небольшую такую небольшую площадку. Цех сушки крови называется. Вот. Кровь также собирают и на пищевые цели. Тут, конечно, случаи особые. Собирают это только от здоровых животных, в основном от КРС и по заявкам. Потому что если мы собираем, это специальное сырье называется, если мы собираем эндокринно-ферментное или специальное сырье по заявкам, то мы сразу должны озадачиться, они же, знаете, очень быстро, в течение полчаса эти виды сырья теряют свою биологическую активность. Кто вообще является покупателем этого спецсырья? Фармацевтические предприятия, вот производители фармпродукции, да, производители, которые вот извлекают лекарственные препараты из органов-препараты, которые готовят. Вот такие вот предприятия, иммунопрепараты готовят, такие вот организации. И они же и задают тон в плане того, как консервировать. Бывает, что договариваются, вы им доставляете, или частенько они сами забирают у вас эту продукцию. Ваша задача законсервировать тем способом, которым они говорят. Например, в данном случае кровь нужно как-то стабилизировать, да, или законсервировать замораживанием скороморозильных агрегатов и так далее. То есть покупатель этого сырья вам скажет, как нужно его сохранить. То есть это я вам сейчас говорю об одном из способов дополнительного извлечения доходов из побочных продуктов, да, которые вы могли слить в канализацию вообще. А это деньги. Если на пищевой цели не получается, то на технические, да, производство мясокостной муки. Очень хороший продукт. Вот. Запомнили, да, в среднем от КРС 4,5% правильно получаем, да? Это вот участок обескравливания в убойном цехе. Вот здесь вот представлены конвейерные линии, да? Произвели вот убой крупного рогатого скота. Сейчас покажу. После того, как произвели убой скота, разумеется, ветеринарный врач тоже присутствует всегда в убойном цехе. Они на необходимых участках осматривают органы и так далее. Они делают параллельно свою работу. А мы с технологической точки зрения делаем свою работу. После того, как произвели обескравливание, мы производим съемку шкур. Какое бы у вас оборудование не было, скажем так, крутое, да, продвинутое, ни одна из них, даже роботизированные, да, сразу сходу шкурку не снимет. Во-первых, сама по себе съемка шкур очень трудоемкая операция. Очень трудоемкая. Извините. И для того, чтобы произвести механическую съемку шкур, надо подготовить эту шкуру. Нужно же за что-то зафиксировать. И вот эта операция ручной съемки шкур называется забеловка. Я вам сейчас это слово тоже напишу. Ручная съемка шкур. Я помню, да? Забеловка, ручная съемка шкур. При забеловке мы вручную, получается, подготавливаем шкуру к механической съемке, да, и у крупного рогатого скота площадь забеловки может достигнуть 30-35% от общей площади 30-35%. Да. У свиней, особенно у жирных пород, может даже до 50%.
Это достаточно большие проценты. Вот здесь вот как раз вот на операции здесь вот показаны. Ручная забиловка, да? Тут вот вся вот конвейерная линия, конечно, тут большое производство с развитием, несколько это, да, получается, тушь производят, стоят на операции забиловки. Это производится вручную ножом, специальным остро заточенным ножом производится забиловка. То есть мы шкуру раскрываем, а потом на определенных участках мы зафиксируем эту тушу на своем оборудовании. Оборудование для съемки шкур тоже достаточно много, очень. У них принципы работы даже разные. Например, вот я вам сейчас покажу, вот, где вот маленькая справа, да, и слева от нее. Здесь показана установка. Она, получается, ваша туша двинулась по конвейерной линии, да, и вам здесь надо будет ее остановить. Она вот фиксируется к этой машине, шкура сама фиксируется, да, и она снимается. А вот здесь вот на большом оборудовании, на Москва-4 называется, она сама конвейерного типа, когда туша с общей конвейерной линии перескакивает на конвейерную линию шкуросъемной машины, и тоже шкура снимается. Видите? Она вот попадает, да, сразу параллельно 4 туши движутся, да, одновременно, то есть не останавливаться. Ну, такие оборудования, как Москва-4, устанавливают в цехах, которые вышли на очень большую мощность. Например, хотя бы 300 галлонов КРС в смену. Иначе она по своей стоимости, если у вас таких мощностей не будет, она себя не окупит. Поэтому многие используют ту, которая вот фиксируется. Например, рубленого цеха показываю. Вот они. Вот на самом начале происходит отделение головы, здесь вот дальше идет забиловка, да, они вот уже подготовленные шкуры движутся к следующему участку, где будет проходить механическая съемка шкур, там уже другие рабочие сотрудники ждут, да, то есть каждый выполняет свою работу. Когда сотрудники выполняют каждый день одну и ту же операцию, у них дело скорость выполнения этих операций очень быстрая, чуть ли не роботизированная схема у нас получается, да. Но многие в своих цехах сотрудников меняют не только из-за того, что там на некоторых местах психологически уже устают и так далее, а еще и из тех соображений, чтобы была взаимозаменяемость. Ну вот у вас сотрудник один сегодня заболел резко, когда не вышел, и некому его заменить. А как удобно будет, если у вас в цехе друг друга они могут заменить, да, дифференцированно. То один будет работать, а другой не очень. А так они вот универсальными, очень-очень удобно. Здесь вот уже эти туши представлены после того, как вот они здесь вот в конце участка были. Видите, вот уже белые в конце картинки, видно уже белые туши, да? Шкуру сняли. Уже перед вами чистые туши, да? Знаете, какая бы ни была машина для съемки шкур крутая, скажем так, да, все равно бесконтрольно никто не пускает эту тушу к этой машине механической съемки. Все равно стоят рабочие и контролируют этот процесс. Потому что бывает, что мышечная ткань достаточно сильно прилипает к шкурке, там сила отрыва сильная, да, машина рвет, она просто ее отрывает от туши, а сила сцепления еще очень высока. Это же парная туша, она теплая, горячая. Она не успевает от момента обескравливания к этому моменту механической съемки шкур, туша еще не успевает в этом помещении остыть, и сила сцепления очень высока. И туша висит, шкурка рвется, и вместе с ней очень достаточно большие могут прожилки мяса оторваться, и поэтому, чтобы этого не произошло, рабочие стоят и с ножиком надсечки делают, то есть обрывают, пресекают вот этот вот разрыв мышечных тканей. То же самое жировая ткань, да, жировая ткань, вот этот вот полив подкожный жир, видно же,
он тоже должен быть на туше, а не как на шкурке. На шкуре он у вас уже никакой ценности не будет иметь. Вам еще нужно будет избавиться от этого жира на шкуру. А здесь он представляет ценность. Поэтому тоже не допускают, чтобы жировая ткань пластами отрывалась и со шкурки ушла туда, шкурку консервировать шницель. Тоже стоят и ножиком надрезы делают, чтобы максимально вот шкурка чистая отделилась от этой туши. Очень такой вот щепетильный момент съемку шкур. Очень. После того, как съемка шкур произвелась, вот здесь вот в конце, вот плохо тут видно, производят нутровку. Я вот сейчас эту операцию напишу. Нутровка. Корень слова внутренности, да, нутр. То есть нам нужно от этих наших с вами туш теперь извлечь внутренности. Вот эта операция называется нутровка. Обычно рядом с этой тушей на операции нутровки находится стол, куда вываливаются внутренности. По белой линии живота делается надрез, у крупного рогатого скота делается еще распил грудной кости небольшой. Потом по белой линии живота рабочий делает полный разрез, и внутренности сами прям вываливаются на этот стол нутровки, да? А туша потихонечку двигается дальше к следующим операциям. Необходимо отметить такой вот момент, что после извлечения внутренних органов сразу необходимо, разумеется, начинать разбор этих внутренностей, потому что они теплые, это очень благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Тем более, если вы кишечное сырье собираетесь перерабатывать, да, кишечное сырье – это комплект кишок, который вы получите, да, необходимо срочно освободить от содержимого. И, может, вы, получаете, собираетесь кишечную оболочку, натуральную колбасную оболочку, то есть нужно перерабатывать в срочном порядке. А туша движется дальше. Следующая операция – это распыловка туш на полутуши. Мелкий рогатый скот мы распиловку не производим, а это у крупного рогатого скота, свиней, лошадей мы производим распиловку туш на полутуши. Вот на данной фотографии даже как раз вот видно, присутствуют те, которые скот сдали. Для чего, значит, производим распиловку туш на полутуши? Это же очень трудоемкая операция, очень трудоемкая. И вот помните, я вам говорила вначале во время оглушения, обескровливания, что сотрудников меняют, да? Вот на этой операции тоже сотрудников периодически меняют. Потому что, во-первых, представляете, вот это вот крупнорогатый скот, да? Длина туши. Мы распиловку проводим по позвоночнику, да? Две симметричные туши мы получаем, да? Отступаем от позвонков на 2-3 сантиметра в том случае, если собирают спинной мозг. Спинной мозг – это тоже эндокринно-ферментное сырье, и бывают заявки на сбор спинного мозга. Вот тогда, чтобы его сохранить, отступают. А так, если нет цели сохранить спинной мозг, извлечь его, то тогда ровно на 2 половинки, да? Позвонки, разумеется, очень жесткие, это кость, да? Особенно в области шейных позвонков. Представляете, это какая нагрузка, да? Пила вибрирует, и если у вас этот человек будет, ваш сотрудник, каждый день по 8 часов производить распил, в день по 20-30 туш, да, он вам спасибо не скажет. Через определенные, по прошествии определенного времени у этого сотрудника вашего начнутся определенные проблемы со здоровьем. Например, руки начнут трястись и так далее. То есть вот на этой операции тоже меняют. Имейте в виду. Такой вот это
момент. Для чего, значит, мы распыловку производим? Вы можете сказать, что у меня всего лишь 5 голов сегодня было, да? Могу и не производить распыловку. Даже если у вас есть холодильник, можно сказать, у меня там места много, прекрасно остынет, да? Вот. Но, тем не менее, рекомендуется. Так положено, производим распыловку. Причин несколько. Во-первых, это же вот полые туши, да? Особенно крупного рогатого скота. Представляете, вот в районе полостная туша, да? Там где ребра, вот особенно внутрь воздух будет попадать плохо. Охлаждение туши будет производиться неравномерно. Очень неравномерно. Там наверху, где задние конечности, одна будет скорость, внутри полости будет вторая скорость, там вот, в нижней части, где шея, да, особенно у мясных пород, это очень массивная часть, да, там будет третья скорость. Если у вас термометр будет, вы можете вонзить, воткнуть их эти разные части туши, измерять температуру, туша будет остывать с разной скоростью. Автолитические процессы в этой туше будут проходить тоже с разной скоростью. Это один момент, да? Будет долго остывать, где-то будет очень тепло, благоприятная среда для развития микроорганизмов и так далее. Второй момент, значит, я же вам говорила, что достаточно дорогое удовольствие иметь холодильные и морозильные площади, да? Все стараются их максимально эффективно использовать, эти площади. Так вот, у вас же, если вы эти туши загоните, я вам сейчас холодильник покажу, если вы эти туши загоните вот друг на дружку, вот тут вот распыловку произвели, здесь симметричная, да? Распыловку произвели, они у вас дальше двигаются, да? Оборудование тоже разное бывает для распыловки, даже роботизированные линии есть, когда сканер производится, туша сканируется, производится, там, по ней чертятся лазерные линии, здесь симметричные, да, и вот эта пила от робота рассекает эту тушу на две половинки, делит. Но очень дорогое удовольствие, я сразу скажу. Вот. Так, сейчас я посмотрю. Вот они все на вас смотрят, да? Вот холодильные площади, все смотрят на вас. То есть, если бы это была туша не распиленная, то каждый бы занимал достаточно большое количество места. А тут их все повернули, и все друг на дружку смотрят, да? Это общеизвестно, от каких они же уже в холодильники после клеймения попали. Они уже взвешенные, ветеринарное клеймо на них есть, товароведческое клеймо технолог есть, да? То есть у вас уже здесь это, то, что вы туши потеряли, что-то у вас такого страха нету. Здесь экономия площадей холодильных, да? И плюс ко всему, в холодильных камерах, вы видите наверху, вентиляторы, да? В холодильных помещениях работает система вентиляции. Воздух циркулирует. И вот эти туши охлаждаются очень быстро. Если мы с вами вот эти туши парные сразу закатим, допустим, у вас есть морозильная камера, да, сразу закатим в морозильную камеру, это будет называться, знаете, неэффективное использование энергии. У вас туша будет очень быстро охлаждаться, понятное дело, да, раз там минус температура минусовая. И вот эти испарения иней у вас батареи будут сразу покрываться толстым слоем инея и снега. И отдача мороза будет со временем очень заметно снижаться. У вас все время будут эти энергетические затраты расти. А если вы полностью охлажденную тушу с температурой +1, +4 градуса закатите в морозильную камеру, такой проблемы у вас не будет. Она очень мелкая будет, эта проблема. Вот, поэтому бывает, что и в этих камерах вот, при температуре +1, +4 градуса туши могут храниться достаточно долго.
Они у вас тем более созревают здесь. Это тоже важный момент. Вот. После там, сейчас мы вернемся с вами к... Сейчас найду презентацию. После распиловки. Вот они пока вот, они же пронумерованы, ветеринарный врач же следит, они же внутренние органы осматривают, да, вы там почки отделили, ливер они осматривают, то есть свою работу выполняют. Поэтому пока туши, хоть и распиленные, движутся эти две половинки вместе. После распиловки производят зачистку туши. По-другому это называется туалет тушь. Бывает мокрый туалет тушь, бывает сухой туалет тушь. Сухая зачистка, мокрая зачистка. Что значит делают при сухой зачистке? Удаляют, знаете, остатки диафрагмы, бывают кровоподтеки, может, животные не могли загнать, да? Бывает, что все еще применяют физические методы, не у всех бывает, что электропогонялы есть, да? Бывает, что не обязательно, что там погоняли физически, били, да? Бывает, что, знаете, животные вот ехали долго, да? Стресс большой испытывал, друг на друга прыгали, да? Подались и так далее. Животные сами могут друг другу, даже вот пока они по этому коридору у вас карды шли, даже бывает так, что там причиняли себе какие-то физические эти травмы. Вот бывает, что очень сильные кровоподтеки, гематомы остаются, да? Вот это тоже удаляют, понятное дело. Вот такие сгустки крови под шкурой, вот все становится очевидно, видно уже. Вот. То есть проводят зачистку, да? Шейную часть от бахромов зачищают, то есть приводят товарный вид. А при мокрой зачистке проводят туширование. Специальная щетка такая мягкая, с водой быстренько проводят промывку туши. Пока она висит, эта вся вода стекает, и у вас уже чистая туша движется дальше. Дальше уже проводится ветеринарно-санитарный контроль, взвешивание туш, оценка качества, клеймение. Вот, дабы сперва ставится ветеринарный клеймо, а затем ставится товароведческое клеймо. Ветеринарный клеймо говорит о санитарном благополучии мяса, это туши. Можем ли мы использовать это мясо без ограничений или с определенными ограничениями. То есть вот ветеринарное клеймо об этом будет говорить. А затем уже товароведческое клеймо. Товароведческое клеймо говорит о категориях упитанности. Это уже вы сами решите, на какие нужды использовать цели это мясо. На выработку деликатеса, цельномышечную, на глубокую переработку. Какие-то части, может, пойдут на полуфабрикаты, что-то на колбасное производство и так далее, да? А так наша задача сохранить это мясо в хорошем состоянии, да? Здоровое мясо, оно должно еще созреть, автолитические процессы, да, должны происходить. Вот. Это вот то, что вы видите, вот эти туши, да, это вот как раз те 47%, которые я говорила, что выход мяса от КРС. Если это комбинированные породы скота, смешанные, да, мясо молочное, то в среднем 47%. Если это чистопородный мясной скот, именно вот мясного направления продуктивности, то выход мяса может достигать 62%. Мировой рекорд у нас по мясной продуктивности, это когда хвала, разумеется, понятно, воздавалась селекция. Тот крупнорогатый скот, с которым мы с вами работаем, это полностью труд зоотехнической науки, да, селекционеров. Для сравнения скажу, у нас первобытная корова, которую одомашнивали, да, в сутки давала литр молока. А на сегодняшний день у нас мировой рекорд по молочной продуктивности. Это корова Убра Бланка США, да, 111 литров суточный удой. Российская рекордсменка корова Волга 85 литров. Челябинская область. Памятник тоже поставили. По мясной продуктивности мировой рекорд. Бык из Франции 2 тонны вес.
Вот, выход мяса, если 62%, прикидываете, да, с 2 тонн, это 62% можно посчитать, да? То есть бык погиб трагично, 20 лет жил при пожаре коровника. Очень много по выставкам. Это давно было, еще в прошлом столетии. Его таскали по разным выставкам, как сдавая хвалу вот, за технические науки. Это порода выводится очень долго, не одно десятилетие, чтобы назваться породой. Вот вопрос тут задали. 47% чистого мяса или в тушевых. 47% мы говорим мясо на костях. То, что вы сейчас на картине видите, это правильно называется мясо на костях. Вот, а мы с вами движемся, потом двинемся в колбасное производство вот с этим мясом на костях, с этими процентами. Вот. А сейчас немного поговорим еще, знаете, вот я вам про кровь сказала, что можете деньги делать, да, можно сделать, продавая, да, кровь. Вот, еще, а у нас же другие проценты остались, продукты, там в цехе, их тоже можно перерабатывать. Самый такой доступный – это субпродукты, да. Что такое вообще субпродукты? Пишется это слово через «б», да? Тут некоторые через «п» пишут, я вам сейчас напишу. Пишется слитно субпродукты. Это внутренние органы, части туш, которые мы получаем при переработке скота. Это подразумевается съедобные тоже части туш. Я не про отход такой говорю, который сразу должен идти на мясо-костную муку в технических фабрикатах. Субпродукты делятся на 4 категории. 4 категории. Мясо костное, мякотное, слизистое, шерстное. В зависимости от пищевой ценности они делятся на еще, знаете, это, на группы. Вот это вот одна группа, которую я назвала мякотная. Там есть субпродукты, которые даже продаются дороже, чем само мясо. Догадались, наверное, да? Я говорю о мякотном субпродукте язык. Языки у нас, это тоже субпродукт, как мы говорим, деликатес и так далее, да? Это тоже субпродукт, просто в силу своих вот вкусовых таких вот свойств, да? Рынок так сложился, что данный субпродукт продается дороже, чем мясо. Вот такой вот пример вам приведу. У нас же сейчас на российском рынке иностранцы же тоже работают вот на переработке, да? Вот у нас мы не используем некоторые части тушева, да, на пищевые цели. Вот как раз у нас скоро грядет год быка, да, и вот я помню 11 лет тому назад, когда год быка был, тоже такой спрос был. И сейчас наверняка тоже это случится, да. Мы, как половые органы, мы не используем на пищевые цели. Это все у нас идет на переработку технических фабрикатов. А вот был спрос на бычьи яйца. Скажу вам даже, что килограмм продавался по 6 тысяч рублей. Даже такое было. Так что год быка опять приближается, да? Надо иметь в виду, да? У нас это не идет как пищевое сырье. Но в ресторанах правильно приготовят, правильно преподнесут, обработают, и уже это совсем другой деликатесный продукт. Он не попадает под нашу классификацию. Но раз люди могут так, почему бы и нет, да? Никто же не отравится от того, что использовали эти продукты в пищу после термической обработки и так далее. Никто же не пострадал, если он от здоровых животных, почему бы и нет, такие моменты. То есть от побочных продуктов тоже можно сделать деньги, да, выручку. Вот, значит, по субпродуктам, к мясокостным, что у нас относится? К мясокостным субпродуктам у нас относятся хвосты, вот в данном случае у говяжьих туш, вот эти хвосты, можете его кидывать, а можете как субпродукты переработать, правильно обработать, приготовить. Вот там из кулинарной изыски кто-то коптит, кто что делает, кто солит, кто сушит, продают, за границу вообще продают, на экспорт хорошо идет. То есть это этот продукт тоже стоит денег, в зависимости от того, как обработать. Да? Говяжьи головы продаются у нас отдельно без языков.
именно если это правильно обработанный как субпродукт, то он идет без шкуры, во-первых, без языков и без мозгов. То есть это отдельно конвейерная линия, это цех обработки субпродуктов. Многие просто создают убойные пункты и уже вот эту вторпродукцию вторичную не перерабатывают, а некоторые ставят, имейте в виду, что можно перерабатывать, да? Вот. К мякотным у нас, это я вот назвала язык, то, что дорогой, да, 600-800 рублей на рынке доходит цена, да? Сюда же относятся печень тоже стоит это определенных это продукт денег, да, сердце сюда относятся, сердце, селезенка, диафрагмы, они тоже вот к этой группе относятся. Вот. Следующая группа у нас шерстная. Сюда относятся свиные головы, губы говяжьи, свиные ножки, говяжьи и свиные уши, плутовый сустав КРС, который вот на кладезь продают, да, тоже кто как может, так это выкручивается. То есть на субпродуктах тоже делают деньги. Я говорю, если их правильно это перерабатывать. Теперь к саму технологию мы сильно так отвлекаться не будем по субпродуктам. Ну, суть поняли, да? Теперь еще один продукт, который мы в этом цехе получили, это шкура. Мы производили съемку шкур. Сейчас, конечно, многие жалуются, что шкуры закупаются по достаточно дешевой цене, да? У вас будет шкура стоить подороже, если вы ее законсервируете. Но прежде чем ее законсервировать, нужно, знаете, еще ведь ее и правильно обработать. Вот эта шкура, очень теплая парная шкура, является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Она очень быстро начнет портиться, зловонить и так далее, да? Вообще размножиться, никто вас ее не любит. Тем более она еще и если грязная, да? Вот. Те, которые занимаются продажей шкур, ее консервированием, в самом начале, когда туши стояли, вот, подавались с загоном на оглушение, они идут по узкому коридору, там стоит такое устройство для туширования туш. Они как бы немного под душем побыли. И вот эта грязь, навал, который был на шкуре, она потихонечку размокает вот за этот интервал. Пока было оглушение, скравливание, забыло, тогда съемку шкур, она попадает в этот убойный цех уже размоченная. И некоторые же производят мойку шкуру, барабанных устройств. Там разные машинки есть. И тогда это произведется легко. Этот навал у вас сойдет легко. Вообще есть машина, такая называется, навал сгоночная. Особенно у крупного рогатого скота, в задней части туши, бывает очень толстая эти грязь вот накапливается, да, и от этого вот очень тяжело избавиться. Вот эта навалосгоночная машина помогает эту операцию произвести. Как бы, знаете, круто не был оборудован шкуроконсервировочный цех, необходимо знать, что мы не занимаемся выделкой кожи. Это совсем другое производство. Кожеперерабатывающие предприятия – это другая отрасль. Мы занимаемся подготовкой шкур. Мы продаем шкуру в эти кожеперерабатывающие предприятия. Наша задача – правильно ее обработать, законсервировать. Вот если она у вас правильно будет законсервирована, сохранена, то, понятное дело, вы за хорошую цену ее продадите, эту шкуру. Способов консервирования шкур много. И так же, как и в случае с покупкой вот спецсырья и эндокринопигментного сырья, здесь тоже самый заказчик сам говорит, каким способом его консервировать. Шкуры свиней обычно консервируют мокрым посолом. Бывает, что консервируют сухим посолом. Кому как надо, как говорится. Но самым распространенным является у шкур свиней, скажу вам, вот, практика показывает, в растил поваренную солью, когда штабелями складывают, да, шкуры, посыпая каждый слой шкуры ровным слоем поваренной соли. А у свиней, у КРС, тузлукованием, когда погружают шкуру, уже
подготовленный, да, тузлучный раствор. Что такое тузлук? Тузлук – это насыщенный раствор поваренной соли, очень концентрированный. Я вам сейчас это напишу. Тузлукование. Операция называется тузлукование. Раствор называется тузлучный раствор. Вот. Почему, значит, самым распространенным, я говорю вам, способов консервирования очень много, но самым распространенным стало использование поваренной соли в силу ее доступности. Потому что есть, знаете, и другие более крутые консерванты, да, но они стоят дорого. У нас поваренная соль доступная, да, и у нее консервирующий эффект хороший. Она туша парная, да, шкура парная, поваренная соль очень быстро проникает в эту шкурку, в толщу шкуры, да, выталкивает свободную влагу. Если вы штабелями складываете, оно в тех местах, где штабель со шкуркой стоит, сразу начинает образовываться достаточно большая лужа коричневого цвета, да? Это вытекает как раз вот соль, все глубже и глубже проникает в толщу шкуры и выталкивает эту свободную влагу. Вот так происходит принцип консервирования поваренной солью. Также, если вы будете именно вот так вот создавать именно шкуроконсервировочный цех, не обойтись без мездрильной машины. Внутренняя сторона шкуры называется мездра. Вот эту мездру необходимо удалить, да, на мездрильной машине. Некоторые используют после уже мездрения, уже чистую шкурку можно консервировать. Некоторые, конечно, можно, знаете, использовать даже такое, не запрещено. Можно просто заморозить в зимнее время года. Шкуру можно просто заморозить, а потом кто-нибудь там вдруг купит, да? Конечно, при транспортировке шкура ломается. Такие шкуры при транспортировке могут ломаться, трескаются и так далее. Нужно правильно еще размораживать. Стоимость этой шкуры, разумеется, будет другая, да, дешевле. Вот. Так, по шкурам пробежались, да, теперь жир. Бывает, что в убойном цехе накапливается достаточно большой процент после нутровки вот и так далее, после всех операций достаточно большое количество жира, жирового сырья. Этот жир называется жир-сырец. Жир-сырец. Жир-сырец можно продавать отдельно, как жировое сырье. Бывает, скупают для вытопки. С этого жира-сырья необходимо извлечь жир. Способов извлечения тоже много. Самым распространенным, эффективным, доступным является вытопка. Понятно, что после вытопки остаются шкварки. После этих шкварок тоже нужно с них извлекать жир, да? Но в любом случае способ зарекомендовал себя как самый лучший. Можно это производить, знаете, если у вас маленькое количество жира-сырца ручную, ну, без автоматизированной линии, а есть линия АВЖ, я вам напишу название, от слов автоматическая вытопка жиров, так и называется АВЖ. Как если у вас очень большие объемы убойного цеха и накапливается большое количество жира-сырца, тогда, конечно, без этой линии АВЖ вам не обойтись. Вы на выходе получаете чистейший вытопленный жир. Он хорошо продается, он хорошо хранится, он практически стерильный, да, у него очень большой срок хранения. При правильных условиях хранения он не прогоркает, не окисляется. У нас жир имеет свойство взаимодействовать с кислородом воздуха и горечь иметь, да? Вот. Это значит по поводу жир-цеха, да? Так способов извлечения очень много. И еще у нас остался кишечный цех. Некоторые при убойных пунктах имеют еще ставить небольшой такой цех. Кишечный цех называется. Можно на утилизацию сдавать это все, да? А можно из этого тоже сделать деньги, выгоду извлечь. Кишечное сырье у нас тоже перерабатывается, да? Освобождается от содержимого и используется как натуральная колбасная оболочка. Практика показывает, изучение рынка,
что, вот, даже, скажем, докторскую колбасу, да, докторская колбаса в полиамидной оболочке и докторская колбаса в пузырях, натуральной кишечной оболочки, да, полиамидной оболочки, килограмм, скажем, 420 рублей, натуральной кишечной оболочки 430 рублей, да, и мониторинг рынка показывает, что всего лишь на 10 рублей дороже, все же дороже, да, что сперва лучше продается колбаса натуральной оболочки. Абсолютно один и тот же фарш, понимаете, в колбасном цехе с одного и того же булкера, с одного и того же замеса. Но это потребительское предпочтение. Я просто для сведения вам говорю. Значит, в кишечном цехе тоже необходимо иметь оборудование, потому что у нас кишки состоят из 4 слоев, да. Необходимо будет удалить определенные слои, где-то слизистую оболочку, где-то серозную оболочку. Целая классификация, это целая наука с кишечниками, с кишцепом. Поэтому это тоже надо учитывать. А так вообще есть люди, вот производство, где перерабатывают, просто продают. Там ничего такого сложного нету. Промывка, выворачивают током воды, консервируют, сортируют по калибру, да, по длине, пучки навязывают, бывает даже просто замораживают. Но транспортировка, конечно, замороженных очень тяжела. Бывает даже сушат в жарких условиях. Они очень, конечно, быстро трескаются, их надо восстанавливать, вымачивать правильно и так далее. Поэтому самым распространенным способом является консервирование поваренной соли. Комбинированный способ, когда обтирают, очень хорошо обтирают поваренную соль, бывает рассолы поддерживают, консервируют поваренную соль. Очень так распространенный, доступный способ. Вот тут вопрос пишут, да, это сколько нужно поголовно для населения страны, чтобы кормить именно мясом, не только субпродуктами. Ну, процент такой, не я придумала. Констатация в удивлении. Как? Это больше не вопрос, это просто констатация. Да. Ну, 47%, да. Видите, уже умеете, да? Уже процентами владеете. Да. Вот. Значит, у нас 1,5 часа прошло. Я думаю, мы с этим цехом все, остановимся на этом, наверное, да? Все. Приступим мы сейчас к следующему. 5-минутный перерыв сделаем? Можно, да? Камеру выключу. Вы объявите, что Давайте. Сделаем перерыв на 10 минут. Сейчас 11:37. В 11:47 ориентировочно подключимся.
Шеф, а у меня там в папке было фото. Мы не загрузили, да, фото мясного цеха. Все, что было, это опять презентация. А если я тебе книжку дам, сможешь загрузить? Сможешь, да? Я ушла, значит, она была по-другому названа. Не вот так, не презентация, она была. А вот видно, что что-то грузится, азер написано, да? Да. Продолжаем. Сейчас разберем производство колбасных изделий. Если вы занимаетесь переработкой мясных продуктов, вы прежде всего должны знать, что существует очень большой ассортимент. Есть, которые достаточно сравнительны, скажем так уж. Потому что колбасное производство – это уже глубокая переработка мяса. Есть достаточно доступные по технологии виды колбас, да? А есть колбасы, которые требуют определенных условий, дополнительных условий. Они все требуют определенных условий, это еще дополнительных условий требуют. Поэтому я вот вкратце основные группы колбасных изделий написала на презентацию. Что значит такое вообще само по себе определение, надо знать, колбасные изделия. Любое вот колбасное изделие, когда мы говорим, да, надо подразумевать, что это продукты, изготовленные из мясного фарша. То есть мясо было подвергнуто измельчению до состояния фарша, да? С солью, со специями, в оболочке или без. У нас есть колбасные изделия без оболочки. Например, мясные хлеба, да? Они же тоже колбасные изделия, просто у них нет оболочки. Их так запекали. Вот. Колбасные изделия, значит, это изделия из мясного фарша в оболочке или без, доведенные до кулинарной готовности.
колбасные изделия мы можем с вами употребить. Купили и сразу употребили. А оно доведено полностью до кулинарной готовности. Изделия, которые полностью готовы к употреблению, называются фабрикатами. Потому что у нас еще есть изделия полуфабрикаты. Чуть-чуть не доведены. Где-то что-то еще требуется доделать, да? А фабрикат это доведено. Вот как раз колбасные изделия это пример фабриката. Это относительно к любому продукту касается. Это может быть и выпечка, которую надо еще сколько-то в микроволновке подержать, и сыр, который надо еще дожарить. То есть полуфабрикаты, да? А есть вот фабрикаты. В данном случае это наши колбасные изделия, данные группы, да? Вот эта вот классификация, которую я вам написала, да, разные группы животных подразумевают, разные группы продуктов подразумевают разные виды обработки технологии. Они разнятся, эти продукты, степенью измельчения, режимами термической обработки, упаковкой и так далее, да, режимами осадки. И по своей пищевой ценности тоже разнятся. Если посмотрите на следующую таблицу, то мы с вами видим, что разные группы имеют разное содержание по белкам, жирам, да? Основные наши критериальные показатели. Мы с вами говорили, что вначале мясо – это прежде всего источник полноценных белков, да? Незаменимых аминокислот, и поэтому вот этот процент белка в этих разных группах колбасных изделий разнится. Так, вот сейчас следующую презентацию показываю. Вот мы с вами, когда в убойном цехе были картинки, холодильник, да, я говорила, что вот после этого охлаждения эти туши попадают, например, в данном случае в наш колбасный цех, да, мы принимаем туши с холодильных камер. Если мы приняли их с морозильной камеры, то ставим в камеру дефростации. Я сейчас напишу правильное название. Дефростация. Извиняюсь, с буковкой лишней я написала. Вот. Камеру дефростации. Температура в камерах держится в районе 4 плюс-минус 1 градус. Размораживание происходит очень медленно. И вот помните, я вначале вам говорила, что если правильно охладить и правильно заморозить, то мясо один раз это сохраняет свои технологические свойства. Бывает, знаете, в домашних условиях это, конечно, сделать невозможно. Только в промышленных холодильниках, морозильниках. Если мясо один раз заморозить, значит, что под этим подразумевалось? Есть, знаете, очень быстрое замораживание. При очень быстром замораживании, у нас вообще мы замораживаем мясо, оно же состоит большой процент воды там, да, замерзает вода. При быстром замораживании кристаллы льда получаются мелкими, а при долгом замораживании, это пока еще кристаллы вырастут, да, у нас получаются огромные кристаллы, которые разрушают мышечные волокна. Разрушают мышечные волокна. И при размораживании они будут выделять большое количество мясного сока. И вот если правильно размораживать, да, если правильно размораживать, то мы потеряем минимальное количество мясного сока. Очень маленький процент. Вот. Поэтому, если вы получили мясо с морозильной камеры, то ставим на дефростацию, на медленное размораживание, никак не при комнатной температуре. У вас просто эта туша потечет. Вот. После того, как произвели разрубку, да,
мы с вами приступаем к отделению мяса от костей. Я сейчас презентацию поставлю. Вот, он написал. Правильно пишется обвалка. Это отделение мясной мякоти от костей и жировой ткани. Сама по себе процедура обвалки очень трудоемкая. Если вот смотреть по законодательству трудового советского времен еще, да, труд обвальщика приравнивался к труду шахтеров. Это чисто мужская работа, скажу так вам. У нас, конечно, на практике мы видим, что на обвалке стоят и женщины. А сама по себе работа очень тяжелая. Ну, вы представляете, да, какие там на разрубке туши разделили тушу на части, да, и вот эти части туши подали на стол на обвалку. Во-первых, сама по себе одежда обвальщика очень тяжелая. Видите, кольчужные фартуки, да, поверх прорезиненные фартуки. Руки тоже в перчатках, металлические перчатки, да, специальный нож. По сути, нож обвальщик — это остро заточенный нож, это не что иное, как лезвие в оправе можно назвать, в резиновых сапогах. То есть само обмундирование, вес, надо вот это тоже целый день стоять неподвижно. Соответственно, это очень тяжелая работа, соответственно, обвальщики достаточно это высокооплачиваемый труд. Это. Вот. Ну и физически тяжелая работа. Но без обвальщиков никуда. Есть, конечно, машины для механической обвалки. Особенно это активно используется при обвалке мясных туш. Бывают машины для дообвалки, потому что как бы профессионально не делали, у нас все равно на костях остается определенный процент мяса. Скажем, есть нормативы, на трубчатых костях остается поменьше мяса, там легко производить обвалку, да. Например, на позвонках, особенно шейных позвонках, да, межреберные пространства, там больше процента остается. То есть есть нормативы. Периодически проводят дообвалку, проверяют. После обвалки у нас эти части мяса идут на жиловку. Жиловка тоже достаточно трудоемкая операция. Что значит мы делаем при жиловке? Мы отделяем. Бывает, что остаются после обвалки мелкие косточки. Обвальщик это уже видит, знает. Бывает, что сухожилия отделять надо, крупные кровеносные сосуды, пленки, соединительные тканные образования и так далее. И при жиловке происходит сортировка мяса по сортам. Сортируют. Свинину по своим сортам, говядину по своим сортам. Бывает, вырезку отделяет. То есть по необходимости. Каждый уже сам решает. Жиловщики тоже работают с острыми ножами. Тоже фартук, обмундирование. Значит, следующее. После жиловки мы мясо измельчаем. Мы сейчас рассматриваем, тоже как в убойном цехе, основную классическую схему производства колбасных изделий. А уже в зависимости от того, какой вид вы выберете, от этого костяка схемы, да, технологической схемы, можно немного уже отходить по мере необходимости. Следующая операция — измельчение. В колбасном производстве есть понятие измельчения. Само понятие измельчения делится на две группы. Есть просто измельчение, есть предварительное измельчение, а есть тонкое измельчение. Обычное классическое измельчение мы проводим на волчках. Оборудование называется волчок. Я вам его сейчас напишу. Мы его и видим. Разновидностей его тоже очень много. Волчков. Делятся они по мощностям. Сейчас я здесь вообще нарисовала самую маленькую картинку. Для больших, где
по 100 литров вместимость чаши, я такие не стала сюда. Это вот вообще такая промышленная мясорубка, по сути, это для мелких колбасных цехов, для малых мощностей. Ну, принцип действия у них у всех один. В зависимости от того, какой вам нужен фарш, диаметр отверстия решеток. Видите, здесь один представлен. Так разные меняются решетки, да? Вот, вообще вся система насадок меняется. И вы получаете фарш, какой вам нужен. Бывает, что для некоторых видов колбасных изделий вообще нужен шрот. Шрот, по-другому, это крупнозернистый фарш. Очень такой крупнозернистый. Это для дорогих сортов колбасных изделий. А вот для сосисок, сарделек, вареных, копченых нам нужно сперва прикрутить мясо на волчке. Вот вопрос написали, да? Волчок. Волчок через... О, пишем, ребята. Волчок и мясорубка, почему разница, рассказала в мощностях. Мясорубку мы в быту используем, или если очень-очень маленький. Вот молодцы, правильно справились. А волчок, я говорю, это промышленный. Это та же самая мясорубка, только просто в больших этих объемах. Вы можете в интернете посмотреть картинки, написать волчок, и вы увидите принцип действия такой, что также насадка меняется, отверстие решеток задается, там уже решетки такие большие. Вот. Разница в этом только в мощностях. Вот. Значит, про измельчение, вот мы сказали, да. После того, как мы произвели измельчение, мясо у нас с вами нарушило структуру свою, она вся разрушенная, да? Мы его подвергаем посолу. Посол от слова солить. Посол не дипломатический, а вот посол поваренную соль, мы говорим. После этого мы убираем его в камеру созревания. В зависимости от того, какой вид колбасы делается, продолжительность созревания мяса разная, так же, как и процент вместения соли тоже разный. Мы с вами следуем, когда вносим какие-то ингредиенты, строго рецептура. Нарушение рецептуры не допускается. Для каждого наименования колбасы есть своя рецептура. И погрешности здесь не то, что не приветствуются, они запрещены. Мы обязаны соблюдать. Заложено, что мы вносим столько-то поваренной соли для вареных колбас. Мы должны это соблюдать. Это все строго регламентировано, это проверяется контролирующими надзорными организациями. Мы с вами должны производить контроль как сырья, так и готовой продукции. Как раз поваренная соль – один из таких критериальных показателей, который проверяется готовой продукции. Понятное дело, что все будут придерживаться верхнего потолка, да, несения поваренной соли, потому что у нас поваренная соль же выступает, знаете, не только как вкусовая добавка, она же у нас натуральный консервант, и внесение поваренной соли в фарш улучшает его технологические показатели, например, влагосвязывающие способности, влагоудерживающие показатели повышаются. Как бы рентабельность растет, скажем так, да? Мы же все-таки к экономике приклеиваемся в своем бизнесе. Но раз уже затеялись взять такую-то, выпускать колбасу, соблюдать обязаны показатели. Вот. Значит, вторичное измельчение. Я вам говорю, тонкое измельчение, да? Тонкое измельчение не для всех видов колбасных изделий используется, а только там, где это предусмотрено технологией. В основном это у вареных колбасных изделий, да? У сосисок, сарделек. Вот как раз вот у нас на вот этой картинке вот эта вот структура колбас, вареных изделий,
достигается только после купторования. Через инструмент пишется только после купторования. Надо отметить, что в вареных колбасных изделиях, сосисках, сардельках у нас минимальное содержание поваренной соли. Как результат, у них маленький срок хранения. По сравнению, ну, это я все говорю на сравнении, например, с сырокопченой группой, сыровяленой и так далее, с другими группами, да? Вот. Но за счет того, что здесь очень маленький процент поваренной соли, сосиски, сардельки, вареные изделия колбасные, да, мы можем их реализовывать в столовую, школьную столовую и так далее, да? Потому что некоторые группы колбасных изделий запрещено продавать, они не могут у нас их купить. А вот в тендерах мы с этими продуктами можем участвовать. Так, сейчас я... Дальше, значит, вот про куттерование, да? Если у вас стоит куттер, то необходимо будет иметь и такое оборудование, которое называется льдогенератор или снегогенератор. Потому что скорость вращения очень большая здесь в куттере, да? Фарш греется. Особенно в летний период времени. Если у вас, не дай бог, цех еще теплый, да? То у нас фарш согреется от самого оборудования, от таких оборотов. И он у нас может просто скиснуть. И когда мы по рецептуре в определенный момент надо будет добавить воду, добавляет эквивалент льда или снега. Это небольшое оборудование, которое подключается к вашей системе водоснабжения. И это очень несложно. Вы заменяете воду льдом. И как раз у вас охлаждается фарш. Очень удобная вещь. В куттерах бывают разных конструкций. Очень разных конструкций. Вот я вам сейчас вот картинки вот уносят добавки, да. Бывают очень маленькие, например, на 50 литров, да. Мало, конечно, таких выпускают. У нас отечественные такие были, советские. В основном сейчас все куттера, конечно, идут импортные. Стандартные чаши – это 100 литров. Ну, у крупных производств есть и по 250 литров. И скажу вам, даже больше есть куттера, где чаша 500 литров. Это, конечно, очень энергоемкое оборудование, да? Надо подразумевать, что нужен человек, который будет уметь пользоваться куттером. Техника безопасности превыше всего. И это нужно соблюдать порядок закладки. Это просто на картинке у нас так было, что фарш лежит, и они специи вносят, да, добавки. А так вообще есть определенный порядок внесения. Жирная сервета вносится, нежирная сервета вносится. У каждого вида колбасных изделий есть своя технологическая инструкция. И вот если мы с вами будем нарушать, спешить или лениться, что-то не соблюдать, мы на выходе получим колбасу с определенным браком. И потом необходимо подразумевать также и то, мы же с вами сейчас идеальную схему рассматриваем, что мясо у нас было хорошее, да, созревшее с холодильника, да, свое, и поэтому у нас прекрасное качественное сырье, и на выходе мы с вами получим качественную готовую продукцию. А если у вас были какие-то отклонения в качестве сырья, они скажутся на качестве готовой продукции. Это тоже надо учитывать. Вот, значит. Так я говорю, это есть очень маленькие, есть вообще лабораторные волчки для пробы берут. Там чаша, по-моему, вообще 2 литра, что ли. Ну, это я говорю, лабораторное тоже производство. А так 50 литров вот маленькая чаша, очень удобная. После того, как вы приготовили фарш, да, согласно рецептуре, он у вас весь готовый, его отправляют
Параллельно вы готовите колбасные оболочки. Параллельно готовите колбасные оболочки, и у нас происходит шприцевание. Само название операции говорит, корень слова шприц, да, что мы как-то должны этот фарш наполнить в оболочку. Оборудование очень много разновидностей. Варьируют они в зависимости от мощности, от вида. Бывают отдельно сосисочные автоматы. Для сосисок сарделек только они используются. Они автоматом скручиваются. Задаете только длину этих сосисок, да, скажем, 10 сантиметров, и она сама автоматом скручивает. Бывает, что вручную. Сейчас вам картинки покажу. Тут вот вязка происходит. Вот на этой картине происходит вязка сардельки, да? Натуральная кишечная оболочка. Видим, да? Тут видите, вот бункер при шприцевании. Два шприца, видите, два сотрудника, да? Работают, занимаются наполнением, они занимаются. Вот бункер, куда вы загружаете свой фарш. Вот оболочки разные, вот я вам сейчас покажу, вот натуральные кишечные оболочки. Увеличенные фотки, да, крупные фотографии. Да, вот автоматизированные линии, вот эти вареные колбасы. То есть сами уже вы задаете длину батона, да, массу. Бывает, что по длине учитывают, бывает, что по массе. Вы задаете массу, периодически проводите контрольные взвешивания. Скобами, да, разрыв оболочки. Машина все сама делает. Есть такая операция у нас, вязка колбас называется. Как раз вот на вот этой вот крупной картинке видно, что вязку проводили. Согласно технологическим инструкциям, у каждой колбасы есть, здесь же, видите, натуральная же колбасная оболочка. Здесь же на этикетке мы не можем написать, тут же не вобьешь, что это колбаса такая, да? Поэтому вот эта вот схема вязки говорит о том, какая это колбаса. Схема вязки, она общедоступна, известна, ничего тайного в ней нет, но операция требует определенных навыков. После шприцевания вот как раз проводится вязка. Вот вопрос задали. Есть примеры действующих колбасных мини-цехов на территории Башкортостана? Да, примеры есть. Я после презентации, вот еще у нас еще одна небольшая презентация, потом расскажу про примеры приведу. После того, как мы произвели эту форму, называется вот эта вот операция шприцевания, по-другому называется, это же наполнение фарша в колбасной оболочке, мы ей придали форму, да? После этого колбасные изделия должны быть направлены на осадку. Это очень важная операция. Это тоже отдельное небольшое помещение, тоже как холодильная камера. Это у нас сырое сырье. Оно у нас, эта структура фарша была очень нарушена. Фарш, само мясо у нас претерпело серьезные изменения, да? Еще внесли определенные добавки, соль, специи, пряности и так далее, да? И теперь вот эта система фаршевая должна восстановиться. И вот этот процесс выдержки батонов называется осадка. Он осаждается. Они просто висят. Или лежат в этих своих рамах, или висят, кому как положено, да? Они просто выдерживаются в этой камере осадки. Самая маленькая продолжительность осадки – это у вареных колбас, сосисок, сарделек. В течение вот этой же смены, да? В среднем
4 часа, ну, максимум 6. И самая большая, как догадались, это сыровяленые группы, да? И осадка большая. Температура воздуха, я вам сказала, очень холодно здесь, 2-4 градуса в среднем в идеале. Здесь вентиляторы работают, принудительная вентиляция. Воздух всегда должен циркулировать. Уже после осадки мы двигаемся дальше. Я вам сейчас пример покажу. Вот. Это у нас уже да, термичка. А вот, например, это камера осадки. Вот, например, видите, вот у нас сосиски, сардельки, там вареные колбаски висят, да, на осадке. То есть просто выдерживают. Структура кашевой системы восстанавливается, улучшается показатель. Вот. Уже после того, как они у нас выдержали осадку, они направляются на термическую обработку. На термическую обработку отправляются они в термическую камеру. Их много разновидностей. Они бывают универсально. На практике в основном используется всегда универсально, но могут быть и не универсальные. Почему берут основной силикат универсальным? Потому что, знаете, многие с одной группы переходят на другое производство, да, ассортимент расширяется, как говорится, аппетит приходит во время еды, да, освоили один вид колбасы, переходят на другой вид. Вроде не заложили они это копчение, да, а тут это приходится теперь еще и коптильню покупать. Опять отдельные расходы, отдельное помещение, да. Вот. А универсальная термическая камера, они производят все операции, в том числе и копчение, как холодные, так и горячие. Потому что производственные площади тоже дорого стоят. Тут как бы сразу вы это выигрываете. Бывает очень маленькие, компактно сейчас выпускают для мини-цехов. Очень удобная. Но в основном покупают, знаете, с расчетом, все равно с запасом. Вот вы заложили мини-колбасный цех мощностью, скажем, так вот вы думаете, да, у меня 10 голов КРС на этот год, да, у меня столько-то мяса, вы проценты посчитали, что у вас будет 10 наименований колбасных изделий, да, заложили только такую-то группу, проходит 3-4 года, вы почувствовали разницу от того, что продаете только мясо или продаете уже переработанную продукцию, например, колбасные изделия или полуфабрикаты, да, у вас уже, как бы, знаете, кругозор расширяется, какие-то новые покупатели появляются, и вдруг у вас эта мечта, все-таки еще тот вид попробовать охоты. Вы же ездите, учитесь, посещаете какие-то семинары, выставки, да, что-то новое узнали, съездили туда, съездили сюда, узнали и решили сделать это еще 2 других вида. И ваше оборудование, имеющееся, не позволяет. И поэтому, когда вы покупаете какое-то оборудование, всегда нужно иметь в виду запас. Это все-таки не бытовые условия, это все-таки цех, да, нужно иметь запас. Брать с большой мощностью, а не впритык, что, например, 100 килограмм того-то, 200 килограмм того-то, и прямо впритык под завязку такие мощности покупаете, мне хватит. Потому что, знаете, потом станет головоломка, куда это оборудование деть, даже, допустим, вы заимели новые, да, потом станет вопрос демонтажа этого оборудования, монтажа нового. Бывает, что система электроснабжения у вас уже не подходит к новому оборудованию, опять это все менять, да, расходы. То есть нужно сразу закладывать определенный процент запаса. Вот это очень важный момент, потому что реконструкция цеха, это тоже стоит денег. В зависимости от того, какой вид колбас у вас, да, у нас проводятся разные технологические операции при термической обработке. Например, обжарка, да? При обжарке, обжарка – это обработка горячим дымовым газом. Там температура может достигать даже 110 градусов, но это очень кратковременная.
очень кратковременная. И продолжительность термической обработки, любых видов термической обработки, имейте в виду, зависит от толщины батонов, от диаметра, от длины и от диаметра. Это ключевой момент. Потому что вы в книжках, я написала, да, и в книжках написано, и в интернете посмотрите, вам скажут, жарьте 20 минут, варьте столько-то минут, при такой температуре столько-то минут. Непременно всегда уточняйте. Вот эти температуры, параметры даны при каком диаметре батонов. Это ключевой момент. Обжарка не для всех видов проводится, согласно технологии. То есть это обжарка горячим дымовым воздухом, да? И корочка красивая получается, особенно если натуральная оболочка или белказиновая, да, при такой вот обжарке. И заодно продукт приобретает приятный специфический запах после обжарки, очень такой приятный, колбасный, скажем, да. И оболочка уплотняется, и сама подсушивается продукция, да. То есть такая очень хорошая операция. Потом идем для вареных колбас, сосисок, сарделек у нас идет варка, да, она для них является заключительной операцией термической обработки. Для некоторых продолжается где-то что-то, а вот для сосисок, сарделек, вот, вареных, она уже заключительная. Тут тоже продолжительность зависит от диаметра батона. То ли у вас сосиски, да, то ли у вас большие батоны, в пузырях, например, да, в пузырях огромных батонов, то ли у вас пирамидные маленькие батоны, оболочки большие, да, то есть зависит от толщины, от диаметра. Варка подразумевается у нас, смотрите, параметры, это температура пастеризации. После варки у нас не стерильные продукты, поэтому сырье у нас должно соответствовать строго всем требованиям. Это пастеризованный продукт. Соответственно, поэтому и срок хранения небольшой. Это надо учитывать. После того, вот мы вернемся сейчас к сосискам, сарделькам вареным, к этой группе, да, раз она у них была заключительной, то сразу же после того, как они вышли с этой термокамеры, они направляются на охлаждение сразу же. И это охлаждение должно быть быстрым. Быстрое охлаждение мы можем достигнуть только охлаждая водой. Поэтому они попадают под душирование. Смотрите, вот на картинке, видите, как они распылительная установка, да, душируются. Они очень быстро должны охладиться. Здесь двойной эффект достигается при душировании. Температура достигает внутри батонов до 35 градусов. У нас они были, считайте, вот представляете, термокамеры вышли при температуре почти 80, достигала 72-80, да? Они вышли и сразу мы их поместили под холодный душ. Температура стала в районе 30, держится, да? Достигаем такой температуры. То есть это шоковая терапия для микроорганизмов. У нас же пастеризованный продукт. И часть микроорганизмов в этот момент, если которые выжили, тоже могут погибнуть. Это очень такой положительный момент. Второй момент. Если мы сразу не поместим под холодный душ наши изделия, сосиски, сардельки, да, мы получим такой порог, брак, как морщинистость оболочки колбасной. Мы получим бракованную продукцию по оболочке, по внешнему виду. Мы с вами ее не сможем реализовать. Вот это еще второй момент, да. Потом, после душирования, они у нас идут в камеру холодильную до охлаждения. До охлаждения, просто уже в камеру охлаждения воздухом. Они там охлаждаются. Там температура плюс 4 градуса, плюс-минус 1. Вот. И вот они охлаждаются, то есть микробиальный порча у нас там не происходит. Вот. Значит,
Если это вот у нас завершилась операция термической обработки для вареных сосисок сарделек, да, а если у нас группа полукопченых, вареных копченых, если у нас предусмотрено копчение, да, то в этой же термокамере они еще будут у нас с вами на копчении пребывать. Надо подразумевать еще такой момент, что копчение бывает холодное, да, копчение бывает горячее. Используется при копении определенные опилки, да. Значит, разница между горячим и холодным копчением какая? Горячее копчение – это быстрое. Там температура 35-50 градусов. Вы в течение полусутки копчения, в зависимости от толщины батона, от вида, 12-48 часов – это максимум времени копчения горячего, да? То есть температура 35-50 – это горячо прикинули, да, что у нас даже идет термическая обработка полуварка, да? А при холодном копчении температура 18-22 градуса, даже холоднее, чем при комнатной температуре. В чем, значит, разница этих принципов? При горячем копчении у продукта образуется корочка, да, и дым глубоко не проникнет. Сколько это вот быстренько закоптится, но этого достаточно. Например, группа полукопченых колбас. Этого им достаточно, все хорошо получается. А есть группа, например, сырокопченые изделия, да, и так далее, аналогичные группы. Там копчение идет очень долго, чуть ли не неделю, до 5-6 суток. Продукт сырой, да, помещение холодное, циркуляция воздуха работает, дым обдувает продукт, и дым потихонечку слой за слоем проникает в продукт полностью. Сам по себе дым очень сильный консервант. Что такое дым? Дым – это продукт неполного сгорания древесины. В дыме очень много канцерогенов, поэтому дым обладает мощнейшим консервирующим действием. По этой простой причине копченые продукты в детском питании запрещены. Очень огромное количество консервантов. Мы, как пищевики, технологи, это знаем, мы этим пользуемся, да, потому что у нас консервант, плюс непередаваемый аромат, продукт долго хранится. Ну, а как родители, например, да, как люди, беспокоящиеся о своем здоровье, должны знать, что копченые продукты несут вред. Сильнейший. Поэтому, когда у нас 7 дней коптится продукт, да, всю неделю, он полностью проникнет до последнего, до сердцевины продукта. Конечно, он будет законсервирован дымом. Ни один микроорганизм при хранении вот такой температуры в холодильнике, да, уже быстренько размножиться не сможет. Они не погибнут все там. Я не говорю, что продукт получится стерильным. Что-то погибнет, какая-то микрофлора. Какая-то микрофлора будет в угнетенном состоянии пребывать. Какая-то спячка вот и так далее. При подходящих условиях они оживут. Вот это копчение, да. Потом, значит, хранение. Необходимо знать, что у разных групп колбасных изделий разные условия хранения и сроки. И на этикетке мы это обязаны прописывать и соблюдать при отгрузке своей продукции. Товаропроизводитель несет ответственность до тех пор, пока продукция у него. Поэтому сейчас все те, кто производит скоропортящуюся продукцию, это в основном мясная молочная группа, да, на этикетках пишут, обезопасивают себя за условия транспортировки и хранения вне предприятия, уже в торговой сети, производитель ответственности не несет. Если у нас с вами холодильная камера плюс 4, мы все соблюдаем, а у них в холодильной камере плюс 15, да, плюс 10, мы с вами заявили столько-то суток, а они говорят нам, что через 3 суток у нас пошла плесень, там слизь и так далее, продукция испортилась, мы с вами за это отвечать не можем. Мы написали, что температура плюс 4, плюс 2, столько-то суток, будьте добры соблюдать. Вот поэтому этикетку тоже надо правильно оформлять.
Значит, вот основное по колбасным изделиям, да? Сейчас мы с вами быстренько по полуфабрикатам пробежимся. Потом, Вам включить? потом, после вот этого, я скажу. Сейчас мы быстренько пробежимся по полуфабрикатам. И это потом я вам покажу фотографии мясного цеха колбасного. Значит, что такое полуфабрикат? Когда мы говорили про колбасные изделия, я говорила, это фабрикат, да, продукт, доведенный до кулинарной готовности, да? Продукт, доведенный до кулинарной готовности. А полуфабрикат чуть-чуть не доведенный, да? У нас в мясной промышленности полуфабрикаты по классификации делятся на 3 группы. Рубленные, натуральные и панировочные. А по термическому состоянию, вот как бы отгружаем с организации своей, да, на охлажденные и замороженные. Надо сказать, что из всех групп, про мясные консервы, колбасное производство, полуфабрикаты и так далее, рынок мясных полуфабрикатов развивается очень активно. Этому способствует, конечно, и интенсивный темп жизни вот, населения, да, многие купили котлеты замороженные, полуфабрикаты, да, пельмени дома, то есть доготовили очень быстро, удобство, и торговые сети хорошо их берут, и у нас сейчас есть условия хранения, холодильные, морозильные камеры, в торговых сетях тоже доступные вещи стало, да, то есть плюсы мы огромные видим. Ну и мы, производители, этим пользуемся с вами, да. Вот. Спрос рождает предложение. Это вот как раз яркий пример того, что спрос на полуфабрикаты большой. Конкуренция тоже не маленькая, скажем так. Если вы сами рынок шерстите, тоже, наверное, видите, конкуренция большая. Но, тем не менее, как-то выкручиваются и живут. Значит, так, что я делаю? Это... Запись сохранится, я уже это читать по презентации не буду. Вот. Запомнили, да, натуральное, рубленое, панировочное. А по термическому состоянию охлажденное, замороженное. Замороженные у нас, я говорю, пельмени, вот, котлеты, фрикадельки, тефтели, блинчики с мясом, с начинками, да, мясными и так далее. То есть это у нас такая вот достаточно большая гамма полуфабрикатов. Следующее, так. Вот пример привела я вам. Полуфабрикаты, вот тарелка как раз, да, порционные, да, вот полуфабрикаты. Очень большой ассортимент, смысла про каждое. Вот где гуляш, где асо, где бефстроганов, где рагу, суповые наборы и так далее, как с мяса птицы, так с мяса говядины, баранины, свинины и так далее. То есть разница лишь в том, с какой части туши это вырезали, разница, какими кусками это резали, где продолговатые, где это вырезка, где зависит от массы порции, например, гуляш готовый, да, наборы чего-то и так далее, и так далее. Вот я вам показываю. Тоже замороженные полуфабрикаты, панированные. У нас есть полуфабрикаты замороженные в тестовые оболочки, а есть полуфабрикаты в панировке, да. Тестовые оболочки это у нас что, пельмени, например, да, хинкали и так далее. А панированные это покрытые панировочной смесью. Панировочные смеси бывают чисто, вот, например, как хлебная крошка, да, а бывают со специями, с солью. Сложные смеси бывают панировочные. Вот. Примеры, да. Так же, как и в колбасном производстве, на каждый вид продукции должна быть технологическая инструкция, да, то технические условия выполняются. И также условия хранения тоже определенные. Также необходимо учитывать требования к упаковке. Я уже отдельно презентацию по упаковке не буду вам ставить, у нас и время ограниченное. Вот. А так вообще к упаковке тоже определенные требования. Это, во-первых, и узнаваемость вашей продукции, да, и удобство транспортировки. Вот. И значит, тут
по требованиям по условиям хранения. Понятное дело, что охлажденная продукция у нас долго храниться не может, да? Замороженная продукция имеет в этом плане выигрышнее. Вот. По полуфабрикату мы пробежались буквально, да? Вот. Сейчас я вам хочу показать, сейчас мы установим вот, папку с фотографиями. Покажу пример цеха, да? Я сейчас включу, я презентацию внесу. Хорошо. Я сама могу это, да? Без возможности. У нас, я вам сказала, у нас кафедра – это технология мясных молочных продуктов и химия. У нас при кафедре существует цех мясной, учебный. Мы учим всех желающих. Это у нас для студентов есть отдельная лаборатория. Помимо этого, я имею в виду, есть цех, где мы учим желающих, фермеров, не только фермеров, всех желающих. Они двухнедельные, эти курсы, называются курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации. Именно вот по мясу, по переработке, по выработке мясных продуктов, как полуфабрикатов, так и колбасных изделий. Программа 72-часовая. Она у нас идет через Институт ДПО, дополнительного профессионального образования. Я вам сейчас цех покажу. Цех не так давно открылся, в прошлом году. Что-то фотографии загрузились с момента открытия цеха. У нас в цехе вместо термической камеры, вот как раз вот тут представлен, у нас другое оборудование. Пароконвектомат называется. Он у нас тоже универсальный. Мы там и копчение делаем. Она сама и мойку производит, таблетки загружаешь, она сама себя умывает, сама себя сушит. Задаешь сенсорный экран у нее, задаешь температуру, обжарки, варки, копчение и так далее. По прошествии всех операций она выключается, дает сигнал, продукцию вытаскиваешь. У нас вот два помещения. Дегустация была, когда открытие было. Это продукция, которую мы выработали в своем цехе. Мы на агрокомплексе выставлялись на ВДНХ. Преподаватель. У нас кафедра большая, дружная. Приходите учиться. Даже мы сотрудничаем, бывает, и с предприятиями, которые вырабатывают продукцию. Помогаем им рецептуру разрабатывать в зависимости от их условий. Приходят, вот и фермеры приходят, и ПК вот разные, учатся. Это на первом этаже, вот очень удобно, консультируем, подсказываем. Сами тоже выезжаем, учимся, знакомимся с теми, кто оборудование поставляет, знакомимся с теми, кто добавки. На мастер-классы тоже сами вот ходим, учимся, век живи, век учись, же совершенству нет предела. Знаете, вот ничего постыдного нету. Даже вот эти вот люди, вот они, одна, которая крайне в очках, она в Москве уже главный технолог очень крупных компаний, вторая тоже вот главный технолог Союза пищепромснаба. То есть это наши студенты, вот 20 лет работаю, вот тоже к ним ходим, у них чему-то учимся, издалека даже приезжают, вот у нас как раз процесс выработки, вот шприцевания. Мы вам покажем на своем оборудовании, как можно, вот, пример вывести этот. Пример выработки. Сами тоже выезжаем, так, примеры, да, это, сейчас посмотрю. Это мы выезжали, цеха, подсказывали, где-то учили, где-то студенты-заочники тоже имеют же цеха, тоже бывает, что приходится подсказывать, объяснять. Я говорю, совершенству нет предела, ничего постыдного нету. Приходите, учитесь. Двухнедельные курсы. Бывает, что даже по завершению курсов это учиться поступать на заочно. Вот мы в своих цехах по выходным даже мастер-классы делаем. Школьники приходят, учатся. Тоже интересно. Они недорогие у нас мастер-классы. Небольшие группы формируются, в пределах 10 человек. Тоже элементарно для дома, что они хотят. Тоже бывает так учатся.
выездные занятия. В эти курсы двухнедельных заложена часть занятий теоретических, да, понятное дело, часть занятий это практические цехи, часть занятий выездные. На базе какого-нибудь предприятия мы проводим выездные занятия. Бывает, что на крупные предприятия вывозим слушателей, бывает, что на мелкие. Группы небольшие формируются, понимаете, да, по 30 человек группы формировать не можем. В среднем 10 человек, от 5 до 10 человек. Занятия начинаются по мере формирования групп. Сейчас в связи с пандемической обстановкой, я, конечно, не знаю, как будут формировать группы. Пока вот мы же на дистанционном, мы в университет ходим, мы со стен университета учим дистанционно. Вот. Сейчас посмотрю, какие фотографии показать. Курсы недорогие они. Вроде бы 11 тысяч, что ли, там. Договора заключаются с институтом ДПО в главном корпусе, а мы уже видим создавшиеся группы. И мы обучаем. Да. Значит, вопрос задавали по поводу примеров, значит, да? По поводу примеров. Именно мини-цехов есть в Вине-1, республика большая у нас, сельскохозяйственная, предприятий немало. Во-первых, это и некорректно называть название, да, именно мы не имеем права даже, в принципе, из этических соображений рекламировать конкурентам кого-то другого. А так цеха есть, у нас тем более республика большая. Из-за чего многие приходят, вот учатся вот на таких курсах, я говорю, они недорогие. Потому что людям охота, пока, вот знаете, можно много на YouTube-каналах сидеть, да, на вебинарах, но пока руками не потрогаешь, пока не пообщаешься, пока не поездишь, не посмотришь другие предприятия, выводов делать тяжело. И потом людям очень такой ключевой момент увидеть оборудование. И очень важно знать, ведь как поставили куда. Есть такое понятие расстановка технологического оборудования. Потому что когда уже процесс пойдет, очень важно, где у вас стоит стол, где у вас стоит волчок, где у вас место для тележек, где у вас место для термокамеры, куда у вас этот дым пошел, как вы вентиляцию поставили и так далее, и так далее. Всплывает очень много моментов. И как раз посещение цехов дает вот дополнительные знания. Почему некорректно пишется, да? Ну, это же будет некрасиво, если я сейчас буду говорить, в таком районе есть это, так вот у меня есть списка, такого нету. Я же говорю, мы ездим, кому надо, консультируем, учим, подсказываем. Я сейчас вот напишу в начале нашей встречи, я говорила свои данные. Я сейчас вот в WhatsApp-овский телефон и почту напишу свою. Вы ведь также можете с таким же успехом у меня спросить, а что колбасу вы кушаете, например, или кушаете ли вы вообще? Я же сейчас могу начать рекламировать еще и других производителей, да? Конечно же, мы как представитель учебного заведения таких полномочий не имеем. Наша задача учить всех. 496, 15, 45. Я вам писала WhatsApp-овский телефон и почту электронную. При необходимости можете обращаться. Надеюсь, общение было полезным, плодотворным. Желаю успехов в ваших начинаниях,
и в продолжение, у кого какая обстановка. На этом, наверное, сегодняшняя наша встреча завершится. До свидания. Спрашивайте, какие еще вопросы есть. Может, ответить пока на вопрос? Да. У нас несколько минут осталось времени. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, пиши. Пожалуйста. Что? Обращайтесь, всегда на связи мы. Все, мы заканчиваем наш вебинар. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим всех нас за то, что мы смогли эту трехчасовую сложную тему выслушать. Большая благодарность всей кафедре, вот вашей душе отказано и лично вам, за то, что вы так доступно довели для нас эту всю информацию. Для нашей республики эта тема очень важная и актуальна. Я думаю, вот очень хорошо, что вы написали ваш телефон. Вопросов будет множество. Мне уже и в WhatsApp пару человек написало, что типа контакты будут этого человека или нет. Я говорю, конечно, будут. Поэтому мы завершаем. Следующий наш вебинар тоже мы продолжим работать в вашей кафедре, только у нас будет другой специалист выступать по технологии молочного производства, правильно же? Такое, в следующую пятницу. И 27 числа у нас будет вебинар по теме работы в системе Меркурий, что тоже очень важно. Коллеги, спасибо за обратную связь. Все, мы завершаем. До свидания, до скорой встречи. До свидания.